ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, намоиши мустақимро дар робита ба баргузории чорабинии сатҳи баланд саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки дар пойтахти мамлакат шаҳри зебои Душанбе сурат мегирад, аз кохи Наврӯз оғоз менамоем. Ярким июньским солнцем и с традиционным таджикским гостеприимством встречает столица Республики Таджикистан. Город Душанбе высокопоставленных гостей, глав государств и правительств 27 стран-участниц 5-го саммита «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Good morning. It's a live broadcasting from Dushanbe, the capital of Tajikistan, on the course of summit of conference on interaction and confidence building measure in Asia. To host the conference, there have been taken all preparations in the capital in a high level. Today, the Tajikistan are beautified with different colorful flowers in order to welcome the heads of the states of SICA and delegations. Today, the SICA summit will be held in this house. This is the Palace of Nowruz, where this was decorated with a luxury. дар воқеъ бинандагони гиромӣ, имрӯз таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба шаҳри Душанбе ки макони асосии баргузории ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мебошад, нигаронида шудааст. ёдовар мешавем ки дар ин чорабинии сатҳи баланд намояндагони созмону ташкилотҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ, роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои иштирокчии машварат ба шаҳри Душанбе, яъне ба Тоҷикистон омадаанд. Фахриддин, вот сейчас мы с вами, мы коллеги и вы, уважаемые телезрители, мы видим на наших экранах прибытие делегации высокопоставленных гостей. Напомню, в столицу Таджикистана также прибыли представители 8 стран и 5 международных и региональных организаций, которые имеют статус наблюдателя. Саммит проходит в нашей республике не случайно. В 2018, 2020, 2018 годах на этот период председательство перешло в этом влиятельном международном форуме нашей республики, Республики Таджикистан. И не случайно, опять же, потому что масштабные, созидательные инициативы основателя мира и национального единства, нашего лидера, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, для Таджикистана служат развитию и прогрессу, росту авторитета и престижа нашего суверенного государства на мировой арене. Азия – наш общий дом, и все мы заинтересованы в том, чтобы в нашем доме царили мир и стабильность, а различия в уровне экономического развития стимулировали движение к общему прогрессу. Эти слова принадлежат лидеру нации, президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону. During the years of independence, the Republic of Tajikistan has been recognized by all countries of the world as well as influential global organization as a democratic, sovereign and secular state. Today, the Republic of Tajikistan has a friendship and diplomatic relationship with more than 120 countries of the world, became a full member of the international regional organizations, and within the membership of this organization contributes to address many regional and international issues. One of such an international organization is the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, which is chaired by the Republic of Tajikistan for 2018-2020. умуман бояд тазаккур дод ки шаҳри Душанбе дар асоси оини қадимаи меҳмоннавозии анъанавии тоҷикона барои истиқболи сазовори меҳмонони олиқадр ва иштирокчиёни ин чорабинии сатҳи баланд бемисл ороҳо ёфтааст ва дар пойтахти мамлакат дар ин рӯзҳо тадбирҳои шоистаи ободонӣ амалӣ гардиданд, махсусан ба таври идона ороста шудани пойтахти мамлакат ва насби шиору овозаҳо ки аз истиқболи самимии сарони давлатҳои аъзои машварат ва нозир шаҳодат медиҳад. Бори дигар таҷрибаи беназири ҷумҳурии Тоҷикистонро дар гузарондани чунин чорабиниҳои сатҳи баланд собит менамояд. Фахриддин, вы правы, город превратился буквально в цветущий какой-то вот такой вот край, наш Душанбе, городом цветов. А в отведенное для нашей трансляции время я и мои коллеги расскажут вам о целях и задачах, выдвигаемых участниками данного высокого форума совещания на рабочую повестку. Камеры телевидения Таджикистана установлены во дворце Навруз, величественном сегодня в полном понятии этого слова. Кохи Навруз гостеприимно распахнул свои украшенные инкрустированием деревянные резные двери перед высокопоставленными гостями. И недаром на Востоке принято говорить,
говорить, по многообразию и насыщенности изгибов, количеству узоров и растительных орнаментов на входных дверях или воротах определяют статус хозяина. Сегодня Таджикистан, столица Таджикистана, город Душанбе, принимает высокопоставленных гостей. Напомню, участниками саммита являются главы государств и правительств 27 стран мира. 8 стран и 5 международных и региональных организаций участвуют в роли наблюдателей. The Republic of Tajikistan has been active since the early days of establishment of the Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia. As a full active member of its solving the regional international challenge. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё. ёдовар мешавем ки ин аллакай дуввумин чорабинии сатҳи баланд аст ки давоми 2 моҳи охир дар шаҳри душанбе доир мегардад. бояд тазаккур дод ки истиқлолияти давлатӣ ва иқдому ташаббусҳои шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои Тоҷикистон давраи воқеии пешрафту тараққиёт ва болоравии нуфузу эътибори байналмилалиро фароҳам овард. ҳамин аст ки баъди соҳиби истиқлол гардидан ҷумҳурии Тоҷикистонро кулли кишварҳои олам ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи сайёра ҳамчун давлати демократӣ соҳиби ихтиёр ва дунявӣ эътироф кардаву ба расмият шинохтаанд. ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо бо беш аз 120 давлати олам муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ ва дипломатӣ дошта узви комилҳуқуқи ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ гардидааст. дар доираи узвият ба ин ташкилоту созмонҳо дар ҳалли бисёр масъалаҳои минтақавию ҷаҳонӣ нақши муассир мегузоранд ва ин лаҳзаҳо иштирокчуни ин машварат ба макони баргузории ин чорабинии муҳим ташриф меоранд ва чорабинӣ баъд аз чанд лаҳза оғоз мегардад. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии как международный форум был создан еще в 1992 году. Государствами-членами совещания являются Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кыргызстан, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка. Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia was established as a regional organization in 1992. Today has joined the 27 member states, 8 states and 5 regional and international organizations as observers. The member states, the United Arab Emirates, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Vietnam, Israel, Iraq, Cambodia, Kazakhstan, Qatar, Kyrgyzstan, Egypt, Mongolia, Azerbaijan, Pakistan, Russia, Thailand, Tajikistan, Turkey, Uzbekistan, Jordan, Palestine, India, Sri Lanka, Korea, and Iran. Countries such as Bahrain, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Ukraine, America, Japan are observers. бинандагони гиромии бори дигар ёдовар мешавем ки дар ин чорабинии сатҳи баланд намояндагони созмону ташкилотҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои иштирокчии машварат аллакай ба шаҳри Душанбе омаданд ва ҳозиршавии онҳо ба макони баргузории кохи Наврӯз идома дорад. айни ҳол дар ҷараёни ҳомиш ташрифи роҳбарони ташкилоту созмонҳо ва роҳбарони давлату ҳукуматҳо ба ин кохи Наврӯз созмони милали муттаҳид Наталья Герман, муовини дабири Кул, Нор Владимир, котиби генералии созмони ҳамкории Шанхай, Холид Аҳмад Муҳаммад Оли Халифа, вазири корҳои хориҷии шоҳигарии Баҳрайн, Субрамян Чайканшар, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Ҳиндустон, Риад Малика, вазири корҳои хориҷии давлати Фаластин, доктор Абдулло Афғонистон ва ғайраҳо ба ин макони баргузории чорабинии аллакай ҳозир мешаванд. Да, Фахриддин, и мы все с нетерпением ждем приезда в Кохи Навруз лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Главы делегации продолжают пребывать во дворец Кохи Навруз. Мы следим за тем, как развиваются там события. Наши корреспонденты находятся там. И нужно отметить, что более 650 представителей как зарубежных, так и отечественных средств массовой информации ведут работу в пресс-центре. The heads of delegation of summit is closing to the place of or hosting the summit. There are the Deputy Secretary General of the UN, Natalia Gherman, Secretary General of the CSTO, Norov Vladimir,
The Foreign Affairs Minister of Bahrain, Khalid Ahmad Muhammad Ali Khalifa, the Foreign Minister of the India, Subramaniam Jaishankar, the Foreign Minister of the Palestine, Riyad Malika, and etc. Given the good relations between the Republic of Tajikistan and the member states and observers, as well as regional international participating organizations, it is clear that Dushanbe Summit in the history of SICA can play a significant role in the presidency of Tajikistan in this influential international conference, because one of the main objectives of the SICA is to strengthen cooperation and confidence of the countries of Asia for security and stability in the region. دیده در نوارها عین حال پرزیدنت جمهوری قرقیزستان علاقه به مکانی برگزاری چهاربین کاخ نوروز علاقه حاضر شدند و دیگر هیئت‌ها دیگر رهبران کشورها از روی ترتیب به این مکان تشریف می‌آورند. Да, буквально только что мы видели прибытие кыргызской делегации, главу государства Сооронбая Жээнбекова. В период деятельности форума, который сегодня стартует в Душанбе, саммит этого форума, 3 страны председательствовали в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Республика Казахстан была председателем в совещании в период с 2002 по 2010 годы, Турецкая республика 2010-2014 и Китайская Народная Республика в период с 2014 по 2018 годы. Республика Таджикистан, являясь 4-й страной, активным членом данного форума, председательствует в совещании на период с 2018 по 2020 годы. The Republic of Kazakhstan in 2002-2010, Republic of Turkey for 2010-2014, and the People's Republic of China in 2014-2018 chaired the summits of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. The Republic of Tajikistan is the 4th active member state of the organization, which is responsible to chair it for 2018-2020. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на заседаниях глав государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выражал обеспокоенность относительно появления новых сил террористических и экстремистских групп, вовлечения молодежи в ряды экстремистских движений, использования террористами религии ислама в грязных целях, жестоких трагических преступных актов, и призывал государства-членов совещания для активизации совместных действий в борьбе с вызовами и опасностями как в регионе, так и в мире. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا انجمنی بانفوذ می باشد و ریاست را در آن برای سالهای 2018-2020 جمهوری تاجیکستان به عهده دارد. عین حال از روی ترتیب تشریف رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها علاقه به کاخ نوروز جریان دارد و این لحظه پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و مکان برگزاری چهاربینی یعنی کاخ نوروز تشریف آوردند. Now the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, is closing to the House of Nowruz, where the summit will be held. Nowadays, we may observe the immense challenge to the promoting comprehensive peace and security in SICA region. Terrorist and extremist activities spread across national borders, representing a global security challenge that countries cannot tackle alone. This challenge demands a multi-sectoral, comprehensive and effective cooperation between national, regional and international level actors in framing response strategies. In this respect, the chairmanship formulates its working vision, taking into account the need of the implementation of confidence-building measures in various fields. The chairmanship welcomes the member states intending to host the activities which are unspecified to be held by the chairmanship. Уважаемые телезрители, буквально несколько минут назад в Кохи Навруз подъехал глава узбекского государства Шавкат Мирзияев. Напомню вам, что встреча с Шавкатом Мирзияевым, главы государства, президента Республики Таджикистан, состоялась на площадке 2-го форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь». А сейчас мы видим уже делегацию Турецкой Республики. Реджеп Таип Эрдоган подъехал в Кохи Навруз. Но продолжая говорить о 2-м форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», необходимо отметить, что переговоры лидеров Таджикистана и Узбекистана прошли в теплой, искренней
атмосфере, где обсуждался широкий спектр вопросов сотрудничества, планы и перспективы отношений добрососедства. و چونی که می‌بینیم بینندگان گرامی عینی حال پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با مکانی برگزاری چورابینی کاخ نوروز آمدند و چورابینی در این کاخ پرحشمت پس از چند لحظه آغاز می‌گردد و تشریف مهمان‌های عالی مقام به این مکان ادامه دارد. Now the welcoming ceremony of the highly distinguished guests is going on at the front of the house, and after some minutes of the ceremony today, the ceremony will be held in a higher level. Глава таджикского государства, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встречался со своим турецким коллегой в марте 2017 года. В числе приоритетных и перспективных направлений двустороннего сотрудничества Раджеп Таип Эрдоган и Эмомали Рахмон назвали усиление работы совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, укрепление регионального сотрудничества в сферах энергетики. Главы двух государств затронули вопросы коммуникации, привлечения турецких бизнес-кругов к реализации проектов по строительству совместных предприятий, налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, международного транспорта, ну и коснулись туризма. Главы государств достигли многих договоренностей, в частности, об обмене студентами, преподавателями, особенно об увеличении количества квот для обучения граждан Таджикистана в вузах Турции, налаживание постоянных связей между деятелями культуры и искусства Турции и Таджикистана. Стороны подчеркнули свою единую позицию по вопросам укрепления двухстороннего и регионального взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, содействия установлению мира и стабильности в соседнем Афганистане. Вот еще следующий кортеж подъезжает к Кохи Навруз. و بینندگان گرامی تشریفات مهمانان عالی مقام به کاخ نوروز ادامه دارد و این لحظه ما در نوارها نمایندگان رسمی قطر را می‌بینیم که به مکان برگزاری چورابینی آمدند. این از امیر دولت قطر تمیم بن حمید آل ثانی به جای برگزاری مکان اساسی حاضر شدند. Уважаемые телезрители, мы видим эмира государства Катар Тамим бин Хамад Али Тани подъехал к Кохи Навруз. Высокопоставленного гостя тепло встречают на предстоящем саммите. Напомню, уже буквально через несколько минут мы ждем приезда лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Наша страна председательствует в этом году в столь влиятельном международном форуме. Now the Emir of State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani, was welcomed greatly, and another delegation welcoming ceremony of other delegation is continuing at this office, and now Hassan Rouhani, the Prime Minister. یادآور میشیم که و چون که در نوارها میبینید علاقه پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی به تاجیکستان تشریف آوردند و این لحظه حسن روحانی علاقه به مکان برگزاری یعنی کاخ نوروز وارد میشوند. Вот буквально один за другим приезжают высокопоставленные гости. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани подъехал в Кохи Навруз. Напомню, главы двух государств Таджикистана и Ирана встречались в сентябре 2014 года. Обсуждался круг вопросов, связанных с развитием дружественных отношений и расширением многогранного сотрудничества двух стран. Началось со встречи глав двух государств. Президент Таджикистана и Ирана встречались в формате 1 на 1. И было отмечено, что на тот период, на период встречи глав двух государств, между Таджикистаном и Ираном было подписано более 100 документов о сотрудничестве. Глава государства Эмомали Рахмон назвал ярким примером успешных связей Таджикистана и Ирана приобретение ускоренного темпа и нового содержания сотрудничества в сферах энергетики, создания транспортной инфраструктуры, перевозки, сельского хозяйства, переработки продукции сельскохозяйственной отрасли, производства строительных материалов, создания совместных промышленных предприятий. بینندگان گرامی بار دیگر یادآور میشیم که در پایتخت جمهوری عزیزمان
шаҳри Душанбе ин лаҳзаҳо машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, яъне саммити панҷуми ин машварат ба кори худ оғоз менамояд ва барои иштирок дар ин машварат намояндагони воломақоми давлатҳо ва созмонҳои бонуфузи байналмилалию минтақавӣ аз ҷумла зиёда аз 650 нафар рӯзноманигорони дохиливу хориҷӣ барои инъикоси ин чорабинӣ омода мебошанд. Tajikistan is going to develop and implement its mandate tasks during his chairmanship, seek a capacity building, to hold the meeting of special working groups and senior officials committee, to promote business opportunities for small and medium-sized enterprises, to expand investment opportunities of the member states, to encourage cooperation in the field of communication and information technology, to establish a common debate on trade and other areas of economic interest. Во время еще остающейся, отведенной нам до приезда следующей делегации, говоря о сотрудничестве с Ираном, хочется отметить 9 документов, которые были подписаны в Душанбе в 2014 году. Соглашение между правительствами двух государств о сотрудничестве в сфере правопорядка и укрепления безопасности, меморандум о сотрудничестве между правительствами двух стран о борьбе с незаконным производством, оборотом и употреблением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств и множество других документов, которые были подписаны в ходе визита главы иранского государства в Душанбе. The work of 5th Summit of Heads of the State and Government Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia under the presidency of the Republic of Tajikistan will be broadcasted by 650 ва ин лаҳзаҳо ба макони баргузории чорабинии муҳим сатҳи баланд машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ҳозир шуданд. Уважаемые телезрители, мы видим, как к Охи-Навруз подъехал президент Российской Федерации Владимир Путин. Во Дворце нации 14 июня наш президент, уважаемый Эмомали Рахмон, в контексте саммита совещания, которое сегодня стартует в Душанбе, встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе теплой встречи обсуждались вопросы стратегических партнерских отношений двух стран. При этом лидеры подчеркнули, встречи и переговоры высокого уровня имеют огромное, колоссальное значение для развития и прогресса межгосударственных таджикско-российских отношений. Уверен, наша очередная встреча придаст серьезный импульс этому процессу, отметил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Стороны выразили удовлетворение результатами официального визита главы таджикского государства в Российскую Федерацию, практической реализации подписанных документов, сотрудничеством ведомств двух стран в деле расширения многогранных отношений, ну и, конечно, теми договоренностями, которые уже достигнуты в самых различных отраслях двухстороннего сотрудничества Таджикистана и Российской Федерации. бинандагони гиромӣ, дирӯз ёдовар мешавем ки президенти Федератсияи Россия Владимир Путин барои иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба Душанбе ташриф оварда буданд. We call that the president of Russian Federation, Vladimir Putin, was met by the president of Tajikistan, Emomali Rahmon, yesterday. бинандагони гиромӣ, ин лаҳза асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба макони баргузории машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, яъне Кохи Навруз омаданд. Уважаемые телезрители, ну и вот мы видим, в Кохи-Навруз подъехал основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Now the president of Tajikistan, Emomali Rahmon, is coming into the house and to have a handshaking with the heads of the delegations and head of the member states of 27 members of the SICA summit. با تاکید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، آسیا خانه عمومی ماست. همه ما خواهان آنیم که در خانه عمومی ما صلح و ثبات حکم فرما باشد و تفاوت سطحی رشد اقتصادی را حرکت به سوی پیشرفت عمومی به ترتیب دارد. ما باید اقتدار مشورتمان را پورا استفاده نماییم تا که در زمینه مکالمه وسیع سعی و کوشش عمومی بهره رشد استوار اقتصادی و امنیت مشترک جامعه با ثبات و شکوفانی خلق‌های آسیا را برپا نماییم. According to the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, Asia is a general home.
We all want peace and stability in our home and regulated economic development for common progress. We should use the full advisory capacity so that on the basis of dialogue, common efforts for sustainable economic development and joint efforts, a stable community to be established for Asian peoples. Следует отметить, что все те инициативы, которые выдвигает Таджикистан в сфере, пусть это будет дефицит чистой питьевой воды на планете, изменение климата, предотвращение и противодействие терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков, другие современные вызовы и угрозы, стоящие перед всеми государствами мира, поддерживаются государствами-членами совещания. Ибо страны-члены осознают, что инициативы нашей республики масштабные и глобальные инициативы, выдвигаемые президентом Республики Таджикистан. Ну и еще раз скажем, что впервые Таджикистан председательствует в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое является одним из влиятельных региональных форумов. В 2014 году в совещании председательствовала Китайская Народная Республика. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё соли 1992 ташкил шуда то имрӯз 27 давлати ҷаҳонро ҳамчун аъзо 8 кишвар ва 5 созмони минтақавию байналмилалиро ба ҳайси нозир муттаҳид намудааст. Давлатҳои аъзои машварат Аморати Муттаҳидаи Араб, Афғонистон, Баҳрайн, Бангладеш, Ветнам, Изроил, Ироқ ва дигарон мебошанд. айни ҳол ҷаноби олӣ яъне пешвои миллат ба истиқболи меҳмонони олиқадом ва олимақом ва дастфишурдан бо онҳо омода шудааст ва ин лаҳза аз рӯи тартиб намояндагони давлатҳо ва созмонҳо бо ҷаноби олӣ аз маросими дастфишурдан мегузаранд. Да, вот мы видели сейчас на наших экранах, и вы видите, уважаемые телезрители, готовится церемония рукопожатия. Президент Республики Таджикистан сейчас будет встречать высокопоставленных гостей, которые прибыли в Душанбе для участия в работе 5-го саммита. Since joining SICA, Tajikistan supported and contributed to the conference work in every possible way. Tajikistan's multi-phased activity with SICA demonstrated its commitment to principles and for strengthening the conference's effectiveness and efficiency. Tajikistan is willing to further enhance its cooperation with and within SICA in all its dimensions, including through exploring new avenues of cooperation. ба ин лаҳза муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид Наталья Герман барои дастфишурдан бо ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба макони дастфишурӣ омода мешаванд. Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Наталья Герман подошла к главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону. Мы видим теплую встречу и рукопожатие лидера нации и представителя столь масштабной международной организации ООН. Deputy General Secretary Natalia Gherman was held between the Tajikistan a handshake ceremony, and now the president of the ба ин лаҳзаҳо пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон Норов Владимир дабири кулли созмони ҳамкории Шанхайро истиқбол мегиранд. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов подходит к главе государства. Now the General Secretary of the CSTO, Norov Vladimir, held a handshake with President of Tajikistan, Emomali Rahmon. ин лаҳза аз рӯи тартиб вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Ҳиндустон Собра Манман Чайханшаҳ ба назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон омода мешаванд. Министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Чайшанкар подходит к главе государства. The Foreign Minister of India arrived to handshake with President of Tajikistan at the hall. وزیر کارهای خارجی شایگری بحرین شیخ خالد احمد محمد آل خلیفه
وزیر کارهای خارجی دولت فلسطین ریاد المالکی. رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان عبدالله سروزیر جمهوری آذربایجان نوروز مامدوف. سروزیر شایگری کامبوجا خون سن. نایب پرزیدنت جمهوری سوسیالیستی ویتنام دانگ تخی نگوک تخین. پرزیدنت جمهوری خلقی بنگلادеш Мухаммад Абдулхамид. Президент Бангладеша Мухаммад Абдул-Хамид направляется к лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону. President of Bangladesh, Abdul Hamid, is meeting with President and handshaking on Dilkusha Hall. Президент Джумҳурии Демократии Социалистии Шри-Ланка
Майтрипала Сирисена. Sri Lanka, Nityaripita Sirisena. Господин Сирисена, президент Шри-Ланки, подходит к президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. Теплое рукопожатие мы видим глав двух государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, встречает участников высокого форума. Амири Давлати Катар Шайх Тамим бин Хамад Олисони. Эмир государства Катар Тамим бин Хамад Аль-Тамин подходит к президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. Emir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani. Основными целями совещания, которое сегодня проходит в столице Таджикистана, городе Душанбе, являются расширение сотрудничества, сотрудничество через разработку многосторонних подходов к продвижению мира, безопасности и стабильности в азиатском континенте, вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, с незаконным производством и торговлей наркотиками, транснациональной преступностью, предотвращение распространения и возможное устранение оружия массового поражения, обеспечение взаимного уважения, взаимопонимания, толерантности в отношениях между цивилизациями. اور دیگر یادآور میشیم که در دوره ریاست تاجیکستان در مشورت همکاری و تدبیرهای وارد در آسیا روز 15 فوریه یعنی امروز سال 2019 هم در پایتخت مملکت شهر دوشنبه جلسه های گروه مخصوصی کاری و کمیته های کارمندان ارزشی کشورهای اعضای مشورت همکاری دایر گردیدند. باید تاکید کرد در تاریخ فعالیت مشورت اولین مرتبه چنین همایش Президенти Джумҳурии Исломии Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ. Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кохи-Навруз, и сейчас мы будем смотреть, как его встречает президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон. For handshake, the President of Islamic Republic of Iran, Hassan Rouhani. Президенти Джумҳурии Туркия Раджеп Таип Эрдоган. Реджеп Таип Эрдоган, президент Турции, направляется к лидеру нации, президенту, уважаемому Эмомали Рахмону.
President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdogan. Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков. President of the Kyrgyz Republic, Sooronbay Jeenbekov. Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. К лидеру нации направляется президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. President of Kazakhstan, Tokayev, Kasim Tokayev Jamayev. Необходимо отметить, что глава государства встречался со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вчера и обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Мы видим президента дружеского, братского, соседнего Узбекистана Шавкат Мирзиёев направляется к своему коллеге, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, for the handshake. Президенти Федерации Россия Владимир Владимирович Путин. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направляется к лидеру государства, президенту Таджикистана, уважаемому Эмомали Рахмону. President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Президенти Ҷумҳурии Мардумии Чин Си Цзиньпин. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Кохи-Навруз и направляется к своему таджикскому коллеге, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. For the handshake, the President of the China, Xi Jinping. بینندگان گرامی، بعد استقبال صمیمی از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون، هیئت اشتراکچیان با مکان عکسگیری عمومی، یعنی این حال در تالار ارژنگ مراسم عکسگیری عمومی صورت میگیرد و در این مراسم
намояндагони созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ, роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои тамоми кишварҳои иштирокчӣ ин машварат иштирок доранд. Да, как заметил Фахриддин, сейчас главы государств и правительств выстраиваются для церемонии фотографирования в величественном зале Аржанг Кохи Навруз. Now the joint taking ceremony in Arjang Hall is taking place. Исторический момент, и вот президент Таджикистана вместе с Си Цзиньпинем присоединились к присутствующим, и сейчас начнется церемония фотографирования. Общее хорошее настроение участников саммита и обширная повестка дня сейчас предстоит. Участники перейдут в зал Зарандут, где непосредственно начнется с минуты на минуту саммит. баъди маросими аксбардорӣ пас аз чанд лаҳза иштирокчиён ба толори зебои Зарандуд мегузаранд ки маҳз дар ин ҷо саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба кори худ оғоз менамояд. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, как международный форум, создан был еще в 1992 году. Напомним, уважаемые телезрители, что председательство в столь влиятельном международном форуме перешло к Таджикистану. И вот сейчас мы видим такое хорошее, позитивное настроение глав государств и правительств, которые прибыли в Душанбе. Хороший настрой, значит, предстоит очень хорошая работа, обширная повестка, рабочая повестка саммита о том, как это будет все происходить, к чему, каким выводам придут главы государств и правительств. Мы узнаем позже. Наши корреспонденты работают на местах. И напомню еще раз, более 650 представителей как зарубежных, так и отечественных СМИ работают в специально созданном пресс-центре. Он оснащен всем необходимым оборудованием техническим. И по всему миру сейчас идет информация о том, что происходит в столице Таджикистана, в городе Душанбе. Ну а наши режиссеры перешли к основному залу, где будет проходить саммит, куда сейчас соберутся главы государств, высокопоставленные гости, прибывшие в Таджикистан. Now the head of the summit is transferring to Zarandut Hall. ёдомар мешавад ки саммити Душанбе дар сархати хабарҳои расонаҳои минтақавию ҷаҳонӣ қарор гирифтааст ва имрӯз дар пойтахти мамлакати ҷавону соҳиби истиқлол дар шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад ки раёсатро дар он ёдовар мешавем ҷониби Тоҷикистон ба уҳда дорад. Давайте еще в отведенное нам время, буквально считанные минуты остается, напомним телезрителям, кто являются членами этого столь влиятельного совещания. Те, кто прибыли сегодня в Таджикистан: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кыргызстан, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Таджикистан. Мы председательствуем в этом году. Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и страны-наблюдатели: Беларусь, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также организации как международные, так и региональные. Это Организация Объединенных Наций, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран. Вот такие влиятельные государства являются участниками совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. дар воқеъ насиба барои иштирок дар кори ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, роҳбарони ҳайатҳои расмӣ ва намояндагони воломақоми Тоҷикистон, Озарбойҷон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Шоҳигарии Баҳрайн, Ҷумҳурии Халқии Бангладеш, Ҷумҳурии Социалистии Вьетнам, Ҷумҳурии Арабии Миср, Давлати Исроил, Ҷумҳурии Ҳиндустон, Шоҳигарии Ҳошимии Урдун, Ҷумҳурии Ироқ, Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҷумҳурии Қазоқистон, давлати Қатар, шоҳигарии Камбоҷа, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Корея, ҷумҳурии Қирғизистон, Моғолистон, Аморати Муттаҳидаи Араб, ҷумҳурии Исломии Покистон, давлати Фаластин, Федератсияи Россия, шоҳигарии Таиланд, ҷумҳурии Туркия, ҷумҳурии Узбекистон, ҷумҳурии Демократии Социалистии Шри-Ланка, давлатҳои нозир, ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Индонезия, ҷумҳурии Филиппин, Украина, Штатҳои Муттаҳидаи Америка, Япония, ташкилотҳои байналмилалии нозир, Созмони Миллали Муттаҳид, Созмони байналмилалии муҳоҷират, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Ассамблеяи парламентии кишварҳои туркзабон, Созмони Шарик, Созмони ҳамкории Шанхай ва меҳмони
намоиш Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Тоҷикистон ба ҳам омаданд. Говоря о развитии большинства стран Азии, президент Республики Таджикистан подчеркнул, и хочется очень важно эти цитаты привести, этот континент должен приложить максимум усилий для процветания Азии, и Таджикистан, как активная страна, член этого совещания, готов внести свой заметный, достойный вклад в этот процесс. Народы Азии неразрывно связаны между собой богатейшей общей историей. Это многообразие самобытных культур. И все народы Азии глубоко осознают, что путь к миру и процветанию лежит через построение безопасной и стабильной среды, которую на обширном пространстве между тремя океанами можно обеспечить только совместными усилиями. Эти слова президента Таджикистана. It should be noted that to participate in the International Summit of Heads of States and Governments of SICA came together the heads of official delegations and high-rank representatives of Tajikistan, Azerbaijan, Islamic Republic of Afghanistan, Kingdom of Bahrain, People's Republic of Bangladesh, Socialist Republic of Vietnam, Egypt, Israel, India, Kingdom of Jordan, Iraq, Islamic Republic of Iran, Republic of Kazakhstan, State of Qatar, Kingdom of Cambodia and others. бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад ва кишвари мизбон имрӯз ин машваратро оғоз мекунад ва он пас аз чанд лаҳза расман ба кори худ шурӯъ хоҳад кард. Уважаемые телезрители, напоминаем, что буквально вот считанные минуты остаются до начала, до старта саммита, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Еще раз напоминаем вам, телевидение Таджикистан ведет прямую трансляцию саммита, который проходит в Кохи-Навруз, столичном величественном Кохи-Навруз, который сегодня встречает добродушно, с традиционно таджикским гостеприимством высокопоставленных гостей. И еще раз слова нашего президента, президент Республики Таджикистан, и наша республика председательствует в этом году в столь влиятельном форуме. Будущее Азии в глобализированном мире во многом зависит от нас самих. В истории человеческой цивилизации Азия не раз выступала локомотивом всеобщего развития. В наши дни многие азиатские государства демонстрируют воодушевляющие примеры социального и экономического развития. Опираясь на накопленный опыт, мы можем и должны совершать прорыв в строительстве процветающей и безопасной Азии. ёдовар мешавем ки ӯҳдадориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи раёсат дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои солҳои 2018-2021 чунинанд, яъне мусоидат ба таҳкими иқтидору имконияти машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, даъвати доимии давлатҳое ки роҳбарии фаъолиятро барои таҳкими боварӣ ва самои ба он дахлдор ба ӯҳда доранд ва танзими фаъолияти онҳо, ташкил ва гузарондани як, ду ё ҷаласаҳои дигар бо вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои муколамаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва ҳамкорӣ барои таҳкими тадбирҳои боварӣ дар бахшҳои гуногун аз ҷумла дар бахши ҳарбӣ-сиёсӣ, беҳтарсозии равобит ва ҳамоҳангсозии давлатҳои аъзои муколамаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, таҳкими мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои ҷаҳонӣ, таъмини табодули иттилоот дар байни давлатҳои аъзои машварат, доир ба тадбирҳои мубориза бар зидди терроризм дар ҳама шаклу сатҳҳо мебошад. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники заседания, хотел бы сердечно поприветствовать вас в Душанбе на 5-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СМДА. Саммит СМДА является важной площадкой для обсуждений на высоком уровне актуальных процессов, происходящих в Азии и мире, консолидации совместных усилий для своевременного и достойного ответа глобальным вызовам и угрозам безопасности. За истекшие 5 лет со времени предыдущего саммита накопился целый ряд вопросов, требующих нашего совместного обсуждения. Убежден, что сегодняшний обмен мнениями на высшем уровне будет способствовать поиску путей укрепления нашего конструктивного взаимодействия, направленного на укрепление мира, стабильности, безопасности и осуществление мер доверия в азиатском регионе. Уважаемые главы делегации, прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня, хотел бы искренне поздравить
уважаемого Касым-Жомарта Токаева с избиранием на пост президента Республики Казахстан и пожелать ему крепкого здоровья и успехов на ответственном посту. Также хотел бы поприветствовать делегацию Шри-Ланки в качестве нового члена совещания. Уважаемые главы делегации, предлагаю утвердить проект повестки дня и регламент нашей встречи. Проект повестки дня включены два вопроса. Выступление глав делегаций, принятие декларации саммита СНД. Будут ли предложения и замечания к проекту повестки дня и регламента заседания? Нет. Если нет возражений, то повестка дня и регламент заседания утверждаются. Уважаемые участники заседания, предлагаю перейти к первому пункту повестки дня сегодняшнего заседания – выступление глав делегаций стран-членов совещания. С большим удовольствием хотел бы предоставить слово председателю Китайской Народной Республики, уважаемому господину Си Цзиньпину, как предыдущему председателю СНДА. Прошу, господин председатель. Уважаемый президент Рахмон, уважаемые коллеги, хочу искренне поблагодарить Таджикистан, председательству страну, за прекрасную организацию и гостеприимство. Созыв совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии был важной инициативой первого президента Казахстана Назарбаева. На протяжении 27 лет с момента своего создания СВМДА посвящает себя укреплению доверия и взаимодействия и вносит в себя позитивный вклад в содействие миру и развитию в Азии. На Шанхайском саммите СВМДА я выступил с инициативой предварять в жизни новую концепцию общей комплексной кооперативной безопасности. 倡议探索符合亚洲特点和各国共同利益的安全和发展。 И выработать политику безопасности и развития, отвечающей спецификам Азии и нашим общим интересам, что нашло активный отклик. 和塔方现任主席国工作。 За последние 5 лет стороны оказали китайской стороне огромную поддержку. Два срока председательства и продолжает ее оказывать председательствующему Таджикистану, непрерывно увеличивается между сторонами председательствующим Таджикистану непрерывно увеличивается между сторонами взаимопонимание, активизируется сотрудничество и при общих начался новый этап развития совещания. Китайская сторона готова с другими сторонами всемирно поддерживать работу председательствующего Таджикистана и укреплять полномасштабное сотрудничество и вывести процесс СМД на новую высоту. Китайская сторона проведет у себя форум директоров военных вузов стран-участниц и ряд мероприятий. Коллеги, в 2012 году я выступил с инициативой о создании сообщества единой судьбы Азии, обозначил общую цель открытия светлого будущего на нашем континенте. В новых условиях необходимо следовать намеченным целям, делиться друг с другом уникальными возможностями и общими усилиями, реагировать на вызовы рука об руку, создать новую обстановку безопасности и развития. 几年来，亚洲国家在迈向秘密共同体过程中，增强了合作意识，丰富了合作实践，积累了合作经验，
и тоже накопили опыт в новых обстановках. Нам необходимо следовать намеченным целям и делиться друг с другом уникальными возможностями и общими усилиями реагировать на вызовы, рука об руку создать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважительной и взаимодоверительной Азии – это наше общее чаяние. Важно придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность каждой страны, самостоятельно выбранный политический строй и путь развития. Следует отказываться от игры с нулевой суммой и протекционизма, наращивать политические контакты, укреплять политические взаимодоверие в интересах расширения стратегического взаимопонимания. Построение безопасной и стабильной Азии – это наша общая цель. Важно продолжать претворять в жизни новую концепцию общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности. Выступать решительным сторонником диалога вместо конфронтации, партнерства вместо присоединения к блокам, адекватно реагировать на различные проблемы в сфере традиционной и нетрадиционной безопасности, в особенности в борьбе против терроризма во всех формах, с прицелом на применение эффективных превентивных мер, чтобы в корне предотвратить возникновение волны экстремистских идей. Необходимо изыскивать путь к созданию архитектуры региональной безопасности с учетом особенностей азиатского континента и реальными потребностями всех стран во имя общей и неделимой безопасности. И развитие – это ключ к разрешению всех проблем. Нам необходимо продолжать активизировать упрощение и инвестиции. Необходимо реализовать те договоренности, достигнутые в ходе апреля, состоявшегося в апреле второго форума «Один пояс, один путь», чтобы задействовать всемирные взаимосвязанности в целях его высококачественной реализации «Один пояс, один путь». Построение открытой и толерантной Азии – это наше общее стремление. И только открытость ведет нашу дорогу все шире и широкий, а замкнутость приведет лишь к отсталости. Нам необходимо осуществить итоги Майской конференции по диалогу между цивилизациями Азии, утвердить концепцию цивилизации в духе равенства, взаимообогащения, диалога и толерантности, чтобы многообразие цивилизации преобладало над превосходством отдельной цивилизации, гармоничное сосуществование над конфликтами цивилизации и взаимообмен над отчужденностью, а процветание и совместное развитие над стереотипами. Построение кооперационной и инновационной Азии – наши общие потребности. Инновация – это важный стимул к прогрессу. Нам необходимо превращать эти концепции на реальные шаги и укреплять инновацию во всех сферах. И тоже, чтобы постараться найти новый ответ для решения, где полезны устранить разные болезненные для наших вопросов, и чтобы преодолеть все трудности в Азии. Уважаемые коллеги, неуклонно развивая добрососедские дружественные отношения со странами Азии, Китай принимает активное участие в создании многосторонних институтов в области безопасности и развития, в том числе СВМДА, ШОС, Азиатский банк инфраструктурной инвестиции, а также мы поддерживаем конструктивную роль АСЕАН, СААРК, ЛАК и их важный вклад в обеспечение стабильности и процветания в Азии.
Как член большой азиатской семьи и ответственная крупная страна, Китай продолжит вносить свой вклад в поддержание глобального мира, продвижение мирового развития, а также защиту мирового порядка во имя формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества. Во-первых, мы будем решительно идти по пути мирного развития, никогда не будем гоняться за собственной выгодой в ущерб интересам других. Китай будет продолжать укреплять дружественные взаимодействия с разными странами на основе 5 принципов мирного сосуществования, продвигать мирное урегулирование территориальных и морских споров с соответствующими странами, выступать за разрешение проблемы в горячих точках региона путем диалога и консолидации. Во-вторых, мы будем отстаивать принцип открытости и всеобщего выигрыша, делиться возможностями развития со всеми странами. Китай готов со всеми странами использовать платформу международного сотрудничества «Один пояс, один путь», придать неисчерпаемый толчок совместному развитию. В этом году в Китае будет проводиться 2-я международная импортная выставка, призванная создать еще больше благоприятные условия для продвижения другими странами своих товаров на китайском рынке. В-третьих, мы привержены многосторонности и защищаем миропорядок, основанный на международном праве. Китай готов вместе со всеми заинтересованными странами руководствоваться концепцией глобального управления на принципах совместной консолидации, совместной реализации и совместное использование, решительно защищать международную систему. В основе стоит ООН и многостороннюю торговую систему, в которой ведущую роль принадлежат вопросы ВТО. Необходимо урегулировать возникшиеся вопросы в торговых связях должным образом, в духе взаимоуважения, путем равноправного диалога и консолидации на основе принципов международных отношений и правил многосторонней торговли, взамен претензию на протекционизм и подход односторонности. Позиция Китая нацелена не только на обеспечение законных прав развития всех стран, но и отстаивание международного равенства и справедливости. Уважаемые коллеги, великий таджикский поэт Рудаки так писал: «К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям тянется грубец». Мы готовы вместе с партнерами приложить неустанные усилия к миру, стабильности и процветанию, чтобы открыть прекрасное будущее Азии и всего мира. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин председатель, за ценные высказывания относительно текущего состояния и перспектив развития совещания. Уважаемые участники, теперь позвольте изложить точку зрения Республики Таджикистан, страны председателя СВНДА. Уважаемые коллеги и главы делегации, уважаемые участники заседания, прежде всего хотел бы поблагодарить Китайскую Народную Республику за ее успешное председательство и проделанную большую работу на важном этапе развития СВНДА. Таджикистан в период своего председательства совещания первостепенную задачу видит во всестороннем содействии укрепления конструктивного диалога и широкого взаимодействия между государствами-членами посредством продолжения реализации мер доверия, а также содействие процветанию и гармоничному развитию всего азиатского региона. Обширный регион Азии в настоящий момент сталкивается с новыми вызовами, на фоне которых исторические судьбы народов тесно переплетены. Стремление к экономическому росту, совместному устойчивому развитию и прогрессу. Таджикистан подчеркивает необходимость дальнейшего продвижения в рамках процесса СВНДА, усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности в Азии,
углубление многогранного сотрудничества и реализация мер доверия политической, экономической, экологической и гуманитарной областях. Со времени последнего саммита в регионе СНДА произошли значительные преобразования. Международной и региональной безопасности по-прежнему угрожают растущие масштабы терроризма, экстремизма, транснациональной организованной преступности. Борьба с этими угрозами требует от всех государств-членов совещания принятия безотлагательных совместных мер. Пережив в начале 90-х годов прошлого столетия гражданскую войну, народ Таджикистана осознает ценность мира, спокойствия и стабильности, а также абсолютную необходимость их сохранения и укрепления. Таджикистан в тесном сотрудничестве с ООН и другими международными партнерами в прошлом и текущих годах провел у себя две важных конференции высокого уровня по тематике укрепления международного и регионального сотрудничества в борьбе с этими глобальными угрозами и источниками их финансирования. Эффективное противостояние указанным вызовам и угрозам безопасности также вызывает необходимость реализации комплекса мер по улучшению социальных аспектов жизни наших обществ, особенно по снижению уровня бедности и безработицы. Серьезную озабоченность у нас вызывает сложная ситуация в соседнем Афганистане. Принятие эффективных мер и дальнейшая координация усилий международного сообщества, в том числе государств-членов СНДА, на этом направлении могут оказать реальное содействие решению афганской проблемы. В этом контексте важную роль может сыграть содействие вовлечению Афганистана в процессе региональной интеграции в рамках 5 измерений совещаний. Укрепление экономического сотрудничества является неотъемлемой частью нашего участия в достижении устойчивого роста. В наших общих интересах в полной мере задействовать транзитный потенциал региона путем ускорения модернизации и строительства новых коммуникационных инфраструктур. Окружающая среда и изменение климата являются другими важными направлениями нашего сотрудничества. Стихийные бедствия ежегодно наносят огромный ущерб экономике наших стран. В этой связи мы предлагаем разработать эффективные механизмы оказания всесторонней помощи странам, страдающим от стихийных бедствий. В силу своих географических особенностей Таджикистан, 93% территории которого занимают горы, также остается уязвим перед лицом разрушительных последствий чрезвычайных ситуаций, которые ежегодно приводят к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам. В нашей стране за последние 40 лет исчезло более 1000 ледников, что в свою очередь отрицательно сказывается на ключевых сегментах национальной экономики, гидроэнергетики, сельском хозяйстве, промышленности. Продолжение процесса быстрого таяния ледников отрицательно влияет на объемы водных ресурсов в Центральной Азии, более 60% которых формируются на территории Таджикистана. Это создает дополнительные препятствия на пути реализации целей устойчивого развития. Всем известно, что в Центральной Азии водные ресурсы являются ключевым компонентом социально-экономического развития и экологического оздоровления региона. В этой связи достижение целей устойчивого развития в регионе возможно только путем рационального использования водных ресурсов, сокращения потерь и их сбережения для будущих поколений. Таджикистан активно продвигает глобальную водную повестку. По нашей инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в течение периода с 2003 года по настоящее время были объявлены Международный год пресной воды 2013
2003 год, Международная декада действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международный год водного сотрудничества 2013 год. В декабре 2016 года консенсусом была принята резолюция о международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития», официальная реализация которого началась в прошлом году. Всеобъемлющая реализация практических действий в рамках нового десятилетия призвана способствовать достижению целей устойчивого развития, связанных с водой. В этой связи считаем важным участие государств-членов СНДА в совместной реализации данного десятилетия. Уважаемые участники заседания, Таджикистан в период своего председательства будет содействовать продвижению сотрудничества в области туризма и улучшению взаимодействия наших стран в данном направлении. В этом контексте нами запланированы мероприятия по широкому ознакомлению представителей стран-участниц СНДА с культурно-историческим наследием и богатыми природными ресурсами Республики Таджикистан, а также по созданию платформы для поиска новых путей сотрудничества в этой сфере. Надеемся, что сегодняшняя встреча позволит нам поделиться опытом, накопленным за годы взаимодействия в рамках совещания и определит основные направления нашей совместной деятельности по укреплению безопасности и дальнейшему продвижению процесса СНДА. Уверен, что саммит придаст дополнительный импульс достижению наших общих целей и укреплению механизмов многостороннего сотрудничества и широкого взаимодействия в рамках решения насущных вопросов СНДА. Благодарю за внимание. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Только что президент Таджикистана и председатель Китайской Народной Республики высказали важные оценки состояния и перспектив работы наших стран в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также считаю, что наш форум вносит большой вклад в развитие сотрудничества на всем азиатском пространстве. В русле темы нынешнего заседания общее видение безопасного и более процветающего региона. Отмечу, что Россия нацелена на развитие взаимодействия со всеми странами-участницами совещания по реализации масштабных задач, касающихся укрепления мира и стабильности в Азии. Выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности. Системы, основанные на универсально признанных принципах международного права, устава ООН, таких как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Безусловно, по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе. Для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика. Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей. Особого внимания требует ситуация в Афганистане, согласен здесь с нашим таджикским коллегой, где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность. Отмечу, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. В феврале и в конце мая в Москве прошло 2 раунда переговоров представителей всех ключевых общественно-политических сил Афганистана и движения «Талибан». В качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества
Наша страна будет делать все для реализации принятой на завершившемся вчера в Бишкеке саммите этой организации дорожной карты по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сферы. Другой крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии. При участии России большая часть сирийской территории возвращена под контроль законного правительства. Созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, возвращения в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц. Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета. Важно, как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований. Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию. Негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Полагаем, что единственное разумное решение – продолжение выполнения участниками плана своих обязательств. И Россия именно так и намерена поступать. Что касается ситуации на Корейском полуострове, то здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути. Этот подход лег в основу разработанной в 2015 году по нашей совместно с Китайской Народной Республикой инициативе дорожной карты урегулирования. Именно в таком ключе мы провели переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке в России в апреле этого года. Важно, чтобы страны-участницы совещания по мере возможности способствовали усилиям по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Уважаемые коллеги, на предыдущем саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Шанхае в мае 2014 года предметно обсуждались вопросы, связанные с недопущением использования информационных технологий для подрыва международного мира и безопасности. Тогда было условлено сообща продвигать идею выработки универсальных международных правил ответственного поведения в цифровом пространстве. И нужно признать, что удалось добиться определенных результатов. По предложению России и при поддержке многих представленных здесь государств, за что мы вам очень благодарны, уважаемые коллеги, в прошлом году Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция, в которой содержится свод правил ответственного поведения в области информации и телекоммуникаций. Запущен процесс формирования рабочей группы ООН по международной информационной безопасности. Сложение усилий государств-участников совещания требуется и для дальнейшего развития тесных хозяйственных связей на всем пространстве Азии. На сегодняшний день наш регион является локомотивом глобального роста. Здесь расположены крупные промышленные и технологические центры, сосредоточены мощные финансовые, людские, интеллектуальные ресурсы. В совокупности все это дает региону уникальные конкурентные преимущества. И такими преимуществами надо пользоваться в полной мере ради общего блага для обеспечения устойчивого и динамичного развития. Российская сторона, как координатор экономического измерения совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, придает особое значение работе на этом направлении. Напомню, что по российской инициативе в 2015 году в рамках совещания создан деловой совет с участием бизнесменов наших стран. А к нынешнему саммиту подготовлен меморандум о взаимодействии между малыми и средними предприятиями. Мы выступаем за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров. Настроены на всестороннее углубление инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации на основе универсальных правил Всемирной торговой организации,
на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. На эту тему мы подробно говорили совсем недавно на Петербургском экономическом форуме неделю назад. Смысл того, что мы на форуме хотели довести, заключается в том, что в мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил, с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас, как никогда, востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имея в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться. Хотел бы также с удовлетворением отметить, что все большей поддержкой, в том числе со стороны участников совещания, пользуется идея состыковки интеграционных процессов, развивающихся в рамках Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организации сотрудничества, китайской инициативы «Один пояс, один путь». Конечно же, такой подход отвечает нашим общим интересам. И завершая свое выступление, хотел бы поблагодарить президента Республики Таджикистан Имамали Шайховича Рахмона за теплый прием и гостеприимство, за организацию нашей совместной работы. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за ваше видение сегодняшней ситуации и конструктивные предложения. А теперь слово предоставляется президенту Народной Республики Бангладеш, уважаемому Абдул-Хамиду. Пожалуйста. Уважаемый господин председатель, Ваше Превосходительство, президент Республики Таджикистан, уважаемые Ваше Превосходительство, президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, уважаемые представители, дамы и господа, доброе утро всем. Мне очень приятно быть здесь с вами, в прекрасном, в историческом городе Душанбе, для того, чтобы присутствовать на 5-м саммите конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы очень глубоко признательны правительству Республики Таджикистан за выражение теплого гостеприимства. Я хотел бы поблагодарить также Народной Республики Китай за то, что вы возглавляли этот процесс и успешно председательствовали. Я также хотел бы поблагодарить и Республику Казахстан, и бывшего президента за ценный вклад, усилия для того, чтобы создать СВМДА при поддержке всех стран Азии. Ваше Превосходительство, мы чувствуем, что СВМДА, если посмотреть на политический ход, вносит очень ценный вклад. И в моей стране я хотел бы заверить вас, что мы будем продолжать поддерживать эти благородные принципы в действии СВМДА. Мы будем поддерживать СВМДА для того, чтобы продолжать действовать по приоритетным направлениям, достигать поставленных задач. Мы будем участвовать в диалоге для того, чтобы участвовать в диалоге по обеспечению безопасности. Мы придерживаемся принципов дружбы. Наш уважаемый премьер-министр, его превосходительство Шейх Хасина, он поддерживает очень тесные взаимоотношения. Мы следуем принципам мира, стабильности и развития. И СВМД — это очень актуальный формат для нас в этой связи. Уважаемые представители, делегаты, мы сталкиваемся с такими проблемами, как насильственный экстремизм, международный терроризм, миграция, среди прочих различных сложных вопросов. Нам нужно скоординированно разрабатывать ответы для того, чтобы справляться с такими моментами, как вопрос национальной безопасности, нерегулярности в потоках миграции, территориальные заявления, различные внутренние конфликты, сепаратизм, экономические проблемы, изменение
климата. Это видимые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Во всем этом это жизненно важные вызовы, где СВМДА должна действительно наращивать свой потенциал для того, чтобы и далее продвигать концепцию для безопасности каждого человека, обеспечивать стабильность, работать в партнерстве, совместно разделять свою ответственность и коллективно прилагать усилия. Дамы и господа, вы знаете, что Бангладеш — страна, где есть представитель национальности Мьянмар более чем 1,4 миллиона. Есть такие проблемы, как геноцид и очень серьезное нарушение прав человека. И такая ситуация стала типичной ситуацией, которая сегодня рассматривается в связи с подобными проблемами несоизмеримых масштабов, когда люди, гражданское население вынуждены покидать свои нажитые места, свои дома в Бангладеше. Мы открываем свои дома, мы принимаем их, мы продолжаем подыскивать мирное решение для переживаемого кризиса такого рода, и мы подбираем необходимые инструменты для того, чтобы помочь обустроить жизнь этим переселенцам из Мьянмара. Дестабилизация всего региона — это на самом деле риск, который присутствует, и мы хотели бы также заручиться поддержкой, прилагая свои усилия со стороны партнеров СВМДА, чтобы граждане Мьянмара могли бы вернуться в свою родину для того, чтобы могли там достойно проживать, наслаждаясь безопасностью. Уважаемые ваши превосходительства, делегаты, что касается самого устройства региональной безопасности, Бангладеш будет продолжать работать, чтобы укреплять региональный потенциал СВМДА, для того, чтобы усиливать меры сотрудничества в разных направлениях и обеспечить инклюзивный подход в рамках СВМДА. Вступая в следующее десятилетие существования СВМДА, Бангладеш будет продолжать работать в качестве партнера, чтобы обеспечить новые мирные действия в этом регионе. Мы также будем продолжать наращивать взаимосвязи между представителями СВМДА и другими международными региональными организациями для того, чтобы мы могли наслаждаться на высшем уровне безопасности. Мы будем также продолжать двигаться для того, чтобы в регионе были решены оставшиеся вопросы, связанные с безопасностью и сотрудничеством, вопрос стабильности и безопасности и процветания. Мы будем продолжать работать как в сфере экономики, так же и в сфере диалога и сотрудничества. Ваше превосходительство, я вполне уверен, что данный саммит, он сможет направить и привести нас к большему сотрудничеству для мира, для безопасности, для обеспечения стабильности в данном регионе. Мы будем продолжать наращивать усилия со стороны стран-членов СВМДА для того, чтобы реализовывать необходимые меры по укреплению доверия и взаимодействия. Я призываю партнеров в рамках СВМДА для того, чтобы вы и дальше продолжали поддерживать глобальную роль СВМДА, чтобы мы могли написать новую главу о мире, о стабильности и процветании как для региона, так и в целом для всего мира. Я хочу поблагодарить на этом всех вас. Спасибо, господин президент, за выступление. Слово предоставляется президенту Исламской Республики Иран, доктору Хасану Рухани. Марамат, пожалуйста, прошу вас, господин президент. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату аля расулиллах ва алихи ва сахбих. И также благодарение пророку и его соратникам, ваше превосходительство, дамы и господа, господин председатель. Я бы хотел поблагодарить правительство Таджикистана и его превосходительство господина Рахмона, уважаемых президентов, и также гостеприимный народ Таджикистана.
برای میزبانی این نشست مهم تشکر میکنم. همچنین از دولت چین که ریاست قبلی کنفرانس را به عهده داشت قدردانی می‌نمایم. اطمینان دارم که کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا در دوره ریاست جدید نیز مانند گذشته در مسیر ارتقای گفتگو و همکاری میان دولت‌های عضو به منظور تحقق اهداف کنفرانس گام برداشته و نقش و جایگاه آن را در امر صلح و ثبات منطقه و جهان تقویت خواهد نمود. حضار گرامی، بدون تردید برگزاری نشست سران سیکا در شهر دوشنبه با توجه به شرایط کنونی منطقه و وجود طیف گسترده‌ای از موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات مشترک، فرصت مغتنمی برای همفکری و رایزنی در اختیار همه ما می‌گذارد. اکنون منطقه آسیا که خود میراثدار تمدن‌های بزرگ و دستاوردهای عظیم در صحنه خردورزی و تعامل است، با مسئولیتی بزرگ مواجه میباشد. از شرقی ترین نقاط آسیا تا غربی ترین مناطق آن برای صدها سال از طریق جاده ابریشم در خاک و دریا تعامل فرهنگی و داد و ستد تجاری وجود داشته، به طوری که حتی امروز این تجربه ارزشمند می تواند دستمایه روابط هرچه بهتر و سازنده تر بین کشورها باشد. همچنین وجود و تداوم اندیشه‌های فلسفی، دینی و علمی در میان مردمی که در قرون گذشته در این مناطق میزیستند سرمایه گرانقدری را در اختیارمان می‌گذارد تا با چالش‌های پیش رو به شایستگی مواجه گردیم. در واقع سرمایه‌ای که نزد ماست برای ساختن جهانی عاری از تبعیض، تروریسم، انحصارگرایی، زورگویی و بی‌عدالتی کافی است. مجمع حاضر قطعاً می‌تواند در سایه تدبیر رهبران و درایت مردم خود با بهره‌گیری از این میراث کهن نه تنها برای آسیا بلکه برای کل جهان الهام بخش و تأثیرگذار باشد. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از همین میراث گرانبها به دنبال ارزش‌هایی است که همه شما در خلال 4 دهه اخیر در سیاست خارجی کشورمان شاهد بودید. از جمله میتوان به مبارزه با تروریسم و افراطیگری که چهره‌ای خشک و خشن و نادرست از اسلام ارائه می‌کند، پناه دادن به مردم بیگناهی که اسیر جنگ و مصیبت‌های ناشی از آن هستند، مبارزه با یک جانبه گرایی، مخالفت صریح با تولید هر گونه سلاح کشتار جمعی اعم از هسته‌ای تا شیمیایی و در نهایت تعامل سازنده با همه کشورهایی که به این ارزش‌ها باور دارند اشاره نمود. بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش‌آفرین کلیدی در منطقه بارها آمادگی خود را برای تدوین سازوکارهای دو جانبه و چند جانبه سیاسی و امنیتی به منظور تضمین صلح و امنیت همگانی اعلام نموده و در این راه از هر گونه تعامل و تبادل نظر با کشورهای عضو سیکا
در خصوص راه‌های مواجهه با چالش‌ها و مقابله با تهدیدات موجود استقبال می‌کند. خانم‌ها، آقایان، مداخلات خارجی برخی قدرت‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، سیاست‌های قهرآمیز یکجانبه گرایانه، تروریسم و افراطیگری، پیمان شکنی و قانونگریزی در موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی، از جمله قرارداد مهم هسته‌ای ایران موسوم به برجام، منطقه ما را به یکی از بحرانی ترین و بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. در خصوص برجام یادآوری می‌کنم که اجرای کامل تعهدات ایران بارها به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده و با وجود خروج آمریکا و از سرگیری تحریم‌های غیرقانونی و نیز حمایت ناچیز سایر طرف‌های موافقتنامه، همچنان معتقدیم که انجام تعهدات پذیرفته شده توسط همه طرف‌های ذی‌ربط نقش مهمی در افزایش ثبات منطقه‌ای و جهانی ایفا خواهد نمود. بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد. همکاران گرامی، همه به نقش سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه به خوبی واقفیم. وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن نمونه‌های بارز از پیامدهای این سیاست در سالهای اخیر است. این سیاست‌ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت‌ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. معضل دیرین فلسطین همچنان به عنوان مهمترین عامل ناامنی و گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی می‌کند. بی‌توجهی جامعه بین المللی به اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی، اقدام غیرقانونی در امر انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق ارتفاعات جولان به قلمرو رژیم متجاوز، استمرار سیاست‌های توسعه طلبانه را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسیدن به راه حلی جامع و عادلانه برای این بحران بیش از گذشته از دسترس خارج شود. جامعه بین المللی باید به وظیفه خود برای احقاق حقوق مردم فلسطین از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف عمل کند. حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان کلید بازگشت ثبات و امنیت پایدار و توسعه اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا خواهد بود. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان سدی قدرتمند در مقابل تروریسم تکفیری
در سوریه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گسترش تروریسم به دیگر نقاط جهان شده و از این طریق سهم قابل ملاحظه‌ای در تأمین صلح و ثبات در منطقه و جهان ایفا کرده است. همچنین ما از ابتدای شروع تهاجم خارجی به خاک یمن با ارائه طرح گفتگوهای فراگیر یمنی خواستار توقف عملیات نیروهای خارجی بودیم و اعتقاد داریم هرچه در اجرای این طرح تعلل شود خسارت‌های جانی و مالی بیشتری به بار خواهد آورد. به دلیل حساسیت شرایط کنونی و ضرورت مقابله با یک جانبه گرایی شایسته است ما کشورهای عضو سیکا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه روند چند جانبه گرایانه را تقویت و زمینه‌های جدیدی را در صحنه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری به دست آوریم و همکاری‌های خود را گسترش دهیم و با مشارکت در طرح همکاری‌های بین منطقه‌ای با سایر مناطق جغرافیایی روابط خود را تعمیق بخشیم. ما به عنوان کشوری در تلاقی کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب با زیرساخت‌های قوی صنعتی و تکنولوژیک، نیروی انسانی تحصیل کرده، فرصت‌های بزرگ در بخش انرژی، معادن، توریسم و ترانزیت با آغوش باز از حضور و فعالیت تجار و بازرگانان و شرکت‌های کشورهای عضو این کنفرانس در ایران استقبال می‌کنیم. همچنین تجار و شرکت‌های صنعتی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در طرح‌های توسعه کشورهای عضو آمادگی کامل برای مشارکت دارند. پیگیری سیاست منطقه گرایی شامل ایجاد بازار مشترک تجارت، انرژی و توریسم و تقویت شبکه راه‌های جاده‌ای و ریلی از سوی کشورهای عضو نیز می‌تواند موضوع همکاری مشترک ما در جهت رشد اقتصادی و ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی ملت‌های آسیایی باشد. همکاران گرامی، در پایان بر این نکته تأکید می‌کنم که در شرایط امروز جهان یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها نبوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از صلح و ثبات و توسعه نیازمند گسترش همکاری و گفتگوهای منطقه‌ای با هدف تقویت تفاهم است. سیاست خارجی ایران مبتنی بر همکاری، همافزایی و یافتن راه‌های دستیابی به منافع مشترک، سود متقابل و در یک کلمه سیاست برد است. در همین چارچوب مشارکت با کشورهای منطقه و استفاده از سازوکار گفتگوهای چند جانبه در قالب نشست‌های سیکا را مفید، ضروری و کارگشا می‌دانیم. از توجه همگی شما سپاسگزارم. Як ҷаҳон ташаккур барои суханронии пурмуҳтавоятон. Спасибо, господин президент, за ваше выступление. Слово предоставляется президенту Республики Казахстан господину Касым-Жомарту Токаеву. Пожалуйста, Уважаемые главы Касым-Жомарт государств Кемелевич. и правительств, руководители международных организаций, прежде всего хочу выразить сердечную благодарность президенту Республики Таджикистан господину Эмомали Рахмону за гостеприимство, прекрасную организацию саммита, а также поздравления, высказанные в мой адрес. Уверен, председательство Таджикистана в СВМДА будет способствовать активному вовлечению нашего форума в решение самых насущных вопросов региона. Отдельную благодарность
выражаю председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за успешное председательство в СВМДА в 2014-2018 годах. Китай внес весомый вклад в расширение географии нашего форума, повысил его роль и авторитет на международной арене. Сегодня СВМДА – это авторитетная многосторонняя структура, объединяющая 35 государств азиатского региона и около половины населения нашей планеты. Предложенная еще в 1992 году в Организации Объединенных Наций первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым идея о проведении совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открыла новую веху в истории нашего континента, стала осязаемым фактором обеспечения безопасности в Азии. Мне довелось принимать непосредственное участие в продвижении казахстанской инициативы. Откровенно говоря, тогда мало кто верил, что уже через 10 лет главы государств континента примут Алма-Атинский акт, устав СВМДА. Тем самым мы дали старт созданию уникального форума в Азии. Взятая на вооружение тактика поступательного движения вперед от простого к сложному обеспечила успех процесса СВМДА. К большому сожалению, международная ситуация в последние годы серьезно осложнилась. Всплеск конфликтов и эрозия механизмов безопасности, торговые и санкционные войны, усиление международного терроризма – это новая геополитическая реальность. В азиатском регионе обеспокоенность вызывают угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. В этих условиях нужны системные, комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности. В этой связи хотел бы поделиться видением Казахстана о дальнейшем развитии СВМДА. Во-первых, призываю всех друзей и партнеров объединить усилия для повышения эффективности и международной конкурентоспособности форума. СВМДА должно представлять и отстаивать свои интересы на глобальном уровне. Для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию. Как вы знаете, инициатива о преобразовании СВМДА в Организацию по безопасности и развитию Азии была предложена первым президентом Казахстана в 2014 году. За прошедшее время это предложение поддержали большинство участников совещания. Полагаем, что для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают его постоянно действующие структуры. В то же время у нас нет желания забегать вперед. Мы настроены на последовательную работу, на продолжение консультаций в рамках СВМДА. Во-вторых, качественная эволюция СВМДА будет способствовать синхронизации процессов обеспечения безопасности на Евразийском континенте. В этом плане хотел бы отметить востребованность, высказанной недавно в Пекине, инициативы первого президента Казахстана о 3 диалогах по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития. Составной частью данной идеи является обеспечение синергии потенциалов СВМДА и ОБСЕ для выработки планов взаимодействия в масштабах Евразии. В перспективе к этому процессу могут присоединиться и другие региональные многосторонние институты Азии и Европы. В-третьих, одним из приоритетных вопросов повестки остается обеспечение конструктивных переговоров по спорным проблемам и разрешение противоречий в самой начальной стадии их возникновения. Это требует создания действенных политических механизмов взаимодействия между государствами-участниками. Поэтому вполне возможно в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию. В-четвертых, актуальной задачей является выработка
совместных системных подходов к противодействию международному терроризму. Важные обязательства по борьбе с этим злом содержатся в принятом на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кодексе поведения по достижению мира, свободного от терроризма, который поддержало 82 государства мира. Кодекс мог бы послужить отправной точкой при выработке предложений по упреждению угроз терроризма на пространстве СНД. В-пятых, назрела актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям совещания. Мы предлагаем создать специальный фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности форума. Такой новый механизм призван стать дополнительным стимулом деятельности делового совета СНД. Полагаем, что инвестирование в человеческий капитал способно придать огромный импульс экономическому благополучию всех государств-участников форума. В этом плане следует уделять первостепенное внимание развитию межэтнического и межконфессионального диалога в Азии. Регулярно проводящиеся в Казахстане съезды лидеров мировых и традиционных религий вносят большой вклад в это благородное дело. Другой важной сферой взаимодействия должно стать налаживание качественного экспертного сопровождения работы СВМД во всех его измерениях. Желательно усилить потенциал аналитических центров СВМД путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу. Считаем также своевременным всестороннее изучение вопроса о создании Совета мудрецов, который генерировал бы предложения для рабочих органов совещания. В заключение хочу отметить, что реализация вышеизложенных инициатив может, на наш взгляд, поднять сотрудничество государств-участников совещания на качественно новый уровень. Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВНД в интересах всех его участников. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, за выступление и предложение. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики господину Сооронбаю Жээнбекову. Пожалуйста, Сооронбай Шарипович. Уважаемые главы государств, уважаемые главы правительств, дамы и господа, прежде всего хочу выразить искреннюю признательность президенту Таджикистана, уважаемому Эмомалю Рахмону, за приглашение принять участие в работе юбилейного саммита. Благодарю таджикскую сторону за усилия, прилагаемые в рамках председательства совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уважаемые коллеги, Кыргызская республика твердо придерживается целей и принципов совещания по укреплению взаимного доверия и региональной безопасности. Мы приветствуем повестку 5-го саммита «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион». Данная тема отражает наши возможности и вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в современном мире. Уважаемые участники совещания, всем известно, что в 1992 году первый президент Казахстана, уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев, проявив политическую дальновидность, предложил созвать совещание по мерам доверия в Азии. Инициатива была поддержана рядом азиатских государств и ООН. С тех пор усилиями наших стран эта площадка взаимодействия развивалась и укреплялась. Мир не стоит на месте. Реалии сегодняшнего дня диктуют нам необходимость совершенствования нашего взаимодействия. Это относится к сфере политики безопасности, противодействия вызовам и угрозам экономики устойчивого развития. В этой связи мы поддерживаем инициативу Казахстана о создании Организации по безопасности и развитию Азии на основе СВМД. Мы убеждены в том, что Азия нуждается в углублении сотрудничества для обеспечения комплексного развития на двустороннем и многостороннем уровнях. Мы имеем хорошие положительные примеры формирования мер доверия в политической и экономической сферах.
Я имею в виду постоянно действующие встречи и уникальные форматы следующих интеграционных объединений. Во-первых, это установление взаимодействия между главами государств Центральной Азии. Во-вторых, есть позитивный опыт Евразес, который позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Мы недавно отметили его 5-летний юбилей в Нур-Султане. В-третьих, идея направлена на продвижение глобальных экономических задач на Великом Шелковом пути, приобретает все большую поддержку в мире. Мы готовы дальше раскрывать потенциал сотрудничества в рамках одного пояса, одного пути. Уважаемые коллеги, причины, по которым было созвано совещание, по-прежнему остаются актуальным для Центральной Азии. Происходящие в азиатском регионе процессы диктуют необходимость объединения усилий для поиска эффективных ответов на вызовы и угрозы. Кыргызская республика решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех его формах и проявлениях. Будучи активным участником борьбы с экстремизмом и терроризмом, мы приняли соответствующую государственную программу. Нами определен четкий алгоритм совместных действий государственных органов и всего общества для противодействия экстремизму и терроризму. Мы стремимся внести свой вклад в общее дело ООН по обеспечению мира, глобальной безопасности, устойчивого развития. Мы готовы и далее вносить усилия в совместные действия в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Уважаемые участники совещания, еще одним важным вопросом регионального характера является урановое хвостохранилище. Это опасное наследие бывшего СССР. Для решения данной проблемы Кыргызстан в 2018 году организовал ряд мероприятий на различных международных площадках. Принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии, которая была инициирована Кыргызстаном. В этом контексте мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие в области охраны окружающей среды в двустороннем и многостороннем форматах. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность нашим союзникам России, Казахстану и зарубежным партнерам, которые оказывают нам весомую поддержку в решении проблемы урановых хвостохранилищ. Уважаемые коллеги, вместе мы сможем добиться решения стоящих перед нами вызовов по сохранению мира и безопасности, а также обеспечению устойчивого развития государств. Выражаю уверенность, что роль и значение нашей организации будет увеличиваться и крепнуть, а ее актуальность только возрастать. Завершая свое выступление, хотел бы искренне поблагодарить уважаемого имама Аль-Рахмона за прекрасную организацию саммита и теплое гостеприимство. Желаю Таджикистану успешного председательства. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин Жээнбеков, за содержательное выступление. Слово предоставляется президенту Демократической социалистической республики Шри-Ланка, господину Майтрипала Япасирисена. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි මෙම සමුළුවේ සභාපති ධූරය දරන Ваше превосходительство, господин Рахмон, президент Республики Таджикистан, සියලුම ගෞරවනීය රාජ්‍ය නායකවරුනි уважаемые главы государств и правительств стран-членов СВМДА, හිතවතුනි මිත්‍රවරුනි уважаемые делегаты, представители стран-наблюдателей, ваше превосходительство, дамы и господа. Во-первых, я бы хотел поблагодарить председателя Таджикистана за приглашение для участия в этом важном саммите.
ප්‍රධාන වශයෙන්ම අනාගත ලෝකයට මුහුණ දීම සඳහා ඉතාමත් හොඳ සංවිධානයක්. СВМДА является очень важной организацией для нашего региона. ලෝකයේ ඉදිරි සියවස ආසියාවේ සියවස වශයෙන් අපි කවුරුත් සලකන්නේ. И, как нам известно, будущее принадлежит ඒ Азии. නිසා අපි සීකා සමුළුව යහපත් ලෝකයක් දිනා ගැනීම සඳහා සාමයට කැප යුතු වෙනවා. Поэтому члены государства СВМДА, все мы должны высказать свою приверженность සාමයට достижению කැපවීමේදී мира අපි в සියලු нашем දෙනා තුළ තිබිය регионе. යුතු සහෝදරත්වය සහ සමගිය ඉතාමත් බලවත්. Крайне важно, чтобы мы наладили добрососедские отношения для පසුගිය අප්‍රේල් достижения 21 мира වෙනිදා в ශ්‍රී нашем ලංකාව регионе. දෙල්ලූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය මා මෙහිදී ඉතාමත් වේදනා සහගතව ප්‍රකාශ කරනවා. Для меня с большой болью я говорю о нападениях, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля. ප්‍රධාන И වශයෙන්ම впоследствии ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මුහුණ දුන් අභියෝගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහායි. народы Шри-Ланки испытали большой шок, но тем не менее мы объединили наши усилия для того, чтобы справиться с теми вызовами, которые стали перед нами. ශක්තිය පැහැදිලිවම තිබෙනවා. Ваше превосходительство, я уверен в том, что правительство Шри-Ланка и наши силы правопорядка обладают достаточной компетенцией и навыками для того, чтобы противостоять этим вызовам. ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා සියලු දෙනාගේ සහෝදරත්වය සහ බැඳීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. Поэтому, Ваше превосходительство, я бы хотел отметить, что братские связи, добрососедство и сотрудничество между странами, членами СВМДА является наиболее важным в борьбе с терроризмом, который стоит перед нами всеми. බලය යටපත් කිරීමට වෙනත් බලවතුන්ට ඉඩ දෙන්න එපා කියලා මම මෙහිදී ඉල්ලා සිටිනවා. И я бы хотел обратиться ко всем странам, членам СВМДА, тем, чтобы никто не смог оспорить тот статус, который теперь имеется у стран Азии в нашем мире. ආර්ථික ශක්තියත් සෑම අතින්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලවත් විය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. И я считаю, что в этом веке Азия станет наиболее сильным регионом мира, и поэтому мы все должны объединить усилия для того, чтобы добиться этого. අධිතාක්ෂණය තුළ සාමය ගොඩනැගීමයි. Формирование мира, использование современных технологий, я считаю, является крайне важным в этой работе. ජාන්ත්‍රවාදී නිදහස් රටවල ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට සීකා කැප යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. И я думаю, что страны-члены СВМДА должны быть привержены обеспечению достижения демократических свобод и независимости наших стран-членов и защиты этих прав и интересов. И я бы также хотела отметить, что права человека не должны использоваться как меч для того, чтобы нападать на независимые нации. Свободы и демократия, конечно же, являются самыми важными достижениями для всех наций. И я не думаю, что какая-либо сила или держава должна ставить под угрозу свободы и демократии какой-либо нации мира. И я считаю, что экономические и торговые политики стран-членов СВМДА должны быть простыми и не перегруженными различными ненужными деталями. සංවර්ධන ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා සීකා ප්‍රතිපත්තීන් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. И как те нации, которые выразили свое согласие с целями устойчивого развития, мы должны добиться всего, чтобы наши политики соответствовали целям ЦУР. Таким образом,
я призываю всех вас сделать все, чтобы мир и стабильность стали нашими первоочередными задачами для достижения сильного азиатского региона. СВМДА должна определить будущие тенденции и вызовы, которые могут встать перед нами. И это будет крайне необходимым для того, чтобы мы могли продолжать движение вперед. Для того, чтобы добиться этого, мы должны быть сильными и выступать единым фронтом. И мы, конечно же, должны работать в мирных условиях. И именно атмосфера мира позволит нам добиться устойчивого развития и целей, заявленных ООН. Я считаю, что региональный мир и сотрудничество играют абсолютно важную, незаменимую роль в этом отношении. И поэтому я считаю, что задачи СВМДА крайне необходимы для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе. С другой стороны, ваше превосходительство, мир необходим для нас, для того, чтобы искоренять бедность. Если мы хотим избавиться от бедности, которая влияет на многие страны нашего региона, мы должны бороться и с терроризмом. И поэтому я хочу еще раз подчеркнуть важность мира и единства, которые в свою очередь позволят нам добиться наших экономических целей и задач. И мы все должны объединить усилия для обеспечения освобождения нашего региона от бедности уже в этом веке. Хочу передать всем вам наши наилучшие пожелания в проведении данного саммита и достижении нашего региона, и также проведении этого саммита. На этом я бы хотел завершить свою речь. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин президент, за ваше выступление. Слово предоставляется президенту Турецкой Республики господину Реджепу Таyyip'u Erdoğan'u. Пожалуйста, уважаемый господин президент. Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, saygıdeğer bakanlar, sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 5. zirvesi vesilesiyle Duşanbe'de bulunmaktan büyük bir Я очень доволен тем, что нахожусь в Душанбе. Мой дорогой брат, президент Таджикистана господин Рахмон, хочу поздравить вас с вашей успешной деятельностью в качестве председателя нашего совещания. Хочу выразить благодарность за ваше гостеприимство. Желаю, чтобы наше совещание пошло на пользу всему нашему региону. Наше сегодняшнее совещание осуществляется именно в тот момент, когда глобально и регионально мы сталкиваемся с важными проблемами. Хочу отметить, что наш Аксакал Нурсултан Назарбаев, именно благодаря его видению была положена основа совещанию по сотрудничеству и мирному доверию в Азии. Наше совещание превратилось в содержательный региональный форум благодаря нашим общим усилиям. Именно рост количества наших членов является доказательством тому. Пользуясь случаем, хочу также приветствовать Шри-Ланку, которая является 27-м членом нашего совещания.
Два месяца назад в Шри-Ланке было совершено коварное террористическое нападение. Хочу отметить нашу солидарность и выразить соболезнования всем погибшим. С другой стороны, хочу выразить удовольствие тем, что Лаос является здесь сегодня в нашем совещании в качестве статуса наблюдателя. В первую очередь хочу отметить, что Турция видит, что необходимо углублять наше сотрудничество. В этом контексте мы считаем, что для институционализации наших структур и продвижения наших дел необходимо еще больше работать. Нам необходимо поддерживать вместе работу нашего совещания. В этом плане это касается не только обеспечения финансовой поддержки, а также это касается конкретного вклада и активного участия наших членов. Нам необходимо определить в этом плане задачи и ускорить таким образом нашу работу. Дорогие друзья, в современном мире, к сожалению, господствует не порядок, а анархия. В нашей географии мы сталкиваемся с опосредованной войной, с гражданскими войнами, с столкновениями с борьбой с терроризмом. Считаю, что вот перед такими испытаниями наше совещание именно является той платформой, посредством которого можно выступить с общими шагами. Турция в этом плане, в своем окружении, в своем регионе, именно делает все свои шаги для установления мира, благосостояния и стабильности в своем регионе. В нашей соседней стране, именно в Сирии, мы делаем все возможное, чтобы прекратить гражданскую войну и обеспечить стабильность. Около 4 миллионов сирийских беженцев мы приютили в своей стране. Мы осуществили зарубежные операции, военные операции против террористических организаций Даэш и ПКК, так называемый Демократический союз, которые в результате понесли тяжелые потери. Мы освободили от террористических организаций более 4000 квадратных километров территории. 330 тысяч сирийских беженцев в результате вернулись на свои родные края. Мы обеспечили это. Другая кровоточащая рана в нашем регионе является палестинский вопрос, в котором мы демонстрируем очень активную позицию. Оккупация, жестокость и несправедливость, которые словно являются уже судьбой Палестины, нам необходимо решить этот вопрос. Это является честью для человечества. Мы не согласимся и отказываемся от всех свершившихся фактов относительно Иерусалима Кудуса. Мы призываем все страны быть приверженными решению ООН и вернуть исторический и юридический статус Иерусалима. Для установления мира в Афганистане и прекращения актов насилия необходимо поддерживать эти усилия. Сердце Азии – Стамбульский процесс. В этом плане мы продолжим свою деятельность. Считаем, что вопрос, связанный с Кашмиром, необходимо решить путем диалога между Пакистаном и Индией на основе решений ООН и на основе ожиданий народов Кашмирского региона. Мусульмане Рохинджи. Мы пристально следим за развитием этих событий и желаем, чтобы это гуманитарное бедствие завершилось. В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в качестве сопредседателя посреднической группы между ООН, ОБСЕ и ОИК. В рамках нашего совещания мы считаем, было бы полезным развивать посредническую деятельность. Дорогие друзья, несомненно, экстремизм, радикализм, который достигает актов насилия, и терроризм, к сожалению, в мире
увеличивается. За последние 35 лет моя страна продолжает бороться с такими террористическими организациями, как Даиш, ПКК, ФЕТО, также Аль-Каида. До сих пор моя страна в борьбе с этими террористическими организациями отдала жизнь более 30 десятки тысяч граждан. Хочу подчеркнуть, что нет никакого справедливого обоснования для террора и актов насилия. Необходимо проявить, демонстрировать четкую и решительную позицию. Необходимо знать, что уничтожение одной террористической организации рукой другой террористической организации приведет только к еще более большой крови, оккупации, жестокости и слезам. Сирийская площадка является именно этому доказательством. С другой стороны, хочу отметить, что нам необходимо осуществить конкретные шаги для обеспечения и стабильности и развития в регионе. В этом плане мы видим, что должно быть справедливое решение каждого вопроса. Мы придаем значение комбинированной перевозки в нашем регионе. В этом плане поддерживаем исторический шелковый путь. Наш конкретный подход в этом плане транскаспийский коридор, который имеет в этом плане для шелкового пути, придаем большое значение. Региональный мир, стабильность и экономическое сотрудничество в этом плане имеет большое значение, но этому наносит ущерб именно санкции, которые мы не поддерживаем. Завершая свое выступление, хочу отметить, чтобы наше совещание пошло на пользу всем этим конкретным шагам и желаю всем вам успеха. Благодарю вас, господин президент, за ваше видение относительно перспектив развития региона. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан, господину Шавкату Мирзияеву. Пожалуйста, уважаемый Шавкат Миромонович. Уважаемый имам Али Шарипович, уважаемые главы делегации, дамы и господа. Хочу особо поблагодарить президента Республики Таджикистан, уважаемого имама Али Шариповича, за прекрасную организацию нашего саммита. Сегодня совещание является авторитетной международной площадкой для диалога в целях создания общего и неделимого пространства безопасности в Азии. Уважаемые участники саммита, современная система международных отношений характеризуется растущей нестабильностью и непредсказуемостью. Страны азиатского континента, обладающие колоссальным экономическим и интеллектуальным потенциалом, сталкиваются с серьезными вызовами. Это прежде всего проблемы экологии, демографии и миграции, низкий уровень жизни и образования. Они являются основными источниками социальных конфликтов, питательной почвой для распространения идеологии экстремизма и терроризма. Особую озабоченность также вызывает процесс радикализации среди молодежи. Но самое главное, сегодня мир переживает кризис доверия. А ведь доверие между странами и народами – это важнейшее условие обеспечения безопасности и устойчивого развития. Все мы видим ужесточение конкуренции между мировыми центрами сил. Более того, некоторые эксперты даже допускают вероятность ее перерастания в открытые вооруженные противостояния. Самое страшное – в общественном сознании притупляется ощущение огромной опасности этой глобальной угрозы. На наш взгляд, для преодоления кризиса доверия и укрепления безопасности в первую очередь требуется создание благоприятных условий для развития человеческого капитала.
В этой связи деятельность нашего совещания, основанная на взаимном уважении и коллективной ответственности, становится как никогда востребованной. Уважаемые главы делегаций, для дальнейшего укрепления мира, доверия и безопасности в Азии представляется важным следующее. Во-первых, ключевым фактором стабильности на азиатском континенте является урегулирование ситуации в Афганистане. Мы приветствуем переговоры в любом формате, если они нацелены на достижение мира. В этом плане с удовлетворением отмечаем результаты трехсторонних встреч по Афганистану с участием России, Китая и Соединенных Штатов. Подчеркну, мир в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроет новые стратегические возможности для всего континента. Во-вторых, особое значение приобретает формирование благоприятных условий для реализации потенциала молодежи, противодействия ее радикализации и расширения доступа к качественному образованию. По нашей инициативе принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность». Разрабатывается Международная конвенция о правах молодежи. Мы готовы взять на себя роль координатора в области научного, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем также крайне востребованным активизация контактов по линии народной дипломатии, в том числе путем обменов и проведения форумов в области туризма. Это однозначно будет способствовать повышению доверия и улучшению взаимопонимания между нашими народами. В-третьих, предлагаем наладить системный диалог по вопросам сохранения межрелигиозного согласия, просвещения и культурного взаимообогащения. Эффективными площадками, в частности, могли бы стать Международный центр исламской цивилизации в Ташкенте и Международный научно-исследовательский центр имама Бухари в Самарканде. В-четвертых, необходимо наращивать усилия по развитию экономической взаимосвязанности и региональной торговли. Речь идет прежде всего о приоритетных инфраструктурных проектах, реализация которых позволит полнее раскрыть транзитный и экономический потенциал всего региона. В-пятых, драйвером устойчивого экономического роста является развитие партнерства на уровне бизнеса. В соответствии с концепцией сотрудничества в этой сфере предлагаем учредить региональный форум малого бизнеса. Наконец, серьезным вызовом безопасности и устойчивому развитию является обостряющаяся экологическая угроза. Проблема Арала сегодня является экологической и гуманитарной катастрофой планетарного масштаба. Она уже привела к тяжелым последствиям для генофонда жизни и здоровья населения Приорала. Считаем важным объединить усилия в преодолении последствий Аральской катастрофы. Именно в этих целях при Организации Объединенных Наций создан многопартнерский трастовый фонд для мобилизации донорских средств и реализации конкретных проектов при Арале. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники совещания, все мы хорошо понимаем, что безопасность неделима, и ее фундаментальной основой является доверие. В этом плане важно сохранить заданную динамику сотрудничества в азиатском континенте. Совместный поиск и принятие взаимовыгодных решений позволит достичь наших благородных целей обеспечения мира, стабильности и процветания. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович, за высказанные предложения. Слово предоставляется исполнительному председателю правительства Исламской Республики Афганистан господину Абдулла. Пожалуйста. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Ali
رئیس جمهور امام علی رحمان، جلالت مآبان رؤسای دول و حکومت‌ها، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و بعد از ظهر شما بخیر. افتخار دارم که در پنجمین اجلاس سران تعامل و اعتماد سازی در آسیا سیکا اشتراک و سخنرانی میکنم. اجازه دهید مراتب سپاس و قدردانیم را از کشور برادر و دوست جمهوری تاجیکستان برای ریاست موفقانه سیکا و برگزاری این اجلاس مهم در شهر دوشنبه ابراز نمایم. جلالت مآبان، خانم‌ها و آقایان، سیکا در 2 دهه گذشته در پی تلاش‌های خود و موفقیت‌های چشمگیر در عرصه اعتمادسازی میان کشورهای عضو و گسترش گفتگو در منطقه دست یافته است. افغانستان به عنوان عضو این سازمان از این تلاش‌ها استقبال می‌کند و افتخار دارد که یکی از اعضای فعال این سازمان است. جلالت مآبان، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا از آغاز تأسیس خود دست به توسعه و عملی ساختن اقدامات اعتمادسازی در عرصه‌های مختلف زده و در راستای تحکیم اعتماد میان اعضای سازمان برای دست یافتن به دستاوردهای مشترک گام‌های مؤثری برداشته است. تلاش برای عملی ساختن این اقدامات باعث همکاری نزدیک میان کشورهای عضو جهت تقویت صلح و تأمین امنیت در آسیا و مثابه هدف اصلی کنفرانس گردیده است. اعلامیه اصول راهنمودی روابط میان کشورهای عضو، اعلامیه الماتی و منشور سیکا بنیاد و اساس تلاش‌ها و فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهند. برغم دستاوردهای مشترک، دست یافتن به امنیت و رفاه در منطقه تنها از راه همکاری‌های نزدیک منطقه‌ای ممکن است. ما باید به چالش فقر، رشد افزاینده جمعیت، تغییر اقلیم، فساد و درگیری‌های مسلحانه، افراطیگری خشونت‌آمیز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و تهدید راس‌افکنی به صورت اساسی و جدی رسیدگی نماییم. خانم‌ها و آقایان، تهدیدهای ناشی از اعمال دهشت‌افکنانه هنوز یکی از چالش‌های عمده فراراه کشورهای ما و منطقه است. وضعیت بحرانی امنیت چالش‌های جدی را فراراه توسعه و همکاری اقتصادی ایجاد کرده است. رسیدگی به چالش‌ها و تهدیدهای مشترک نیازمند تلاش‌های مشترک و همکاری‌های جدی و صادقانه است. ما باید در تحکیم امنیت و ثبات و آوردن صلح و رفاه برای مردم خود با روحیه منطقه گرایی و باهمی گام برداریم. برای دست یافتن به این هدف مهم است تا همه کشورهای ما با یکدیگر به صورت فعال و پیگیر در عرصه‌های مختلف به ویژه در بخش امنیت همکاری نماییم تا از آسیب‌های ناشی از حملات دهشت‌افکنانه جلوگیری گردد. باید دهشت‌افکنان را از دست یافتن به پناهگاه‌های امن و ابزار و وسایل فعالیت‌های دهشت‌افکنانه محروم سازیم. برای تحقق این هدف باید همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی را افزایش دهیم، چون هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند مشکل دهشت‌افکنی را حل نماید. افغانستان تشنه صلح است و برای دست یافتن به صلح تلاش می‌کند. ما صلح می‌خواهیم و اهمیت صلح را نه تنها برای کشور خود بلکه برای منطقه و فراتر از آن درک می‌کنیم. جا دارد از همکاری همه کشورهایی که در این راستا ابتکاراتی را روی دست گرفتند ابراز تشکر و قدردانی نماییم. امیدواریم به همکاری‌های مشترک ادامه بدهیم و این همکاری‌ها بیشتر از پیش گسترش یابند، چون نمی‌توانیم یکدیگر را در جنگ علیه تروریسم منطقه‌ای و رشد فزاینده گروه‌های دهشت‌افکنی چون داعش در منطقه تنها رها کنیم. جلالت مآبان، سیکا در عرصه همگرایی منطقه‌ای تنها نیست
روند قلب آسیا استانبول یکی از ابتکارات مهم دیگر در راستای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای است. این روند زمینه‌های بیشتری را برای اعتمادسازی و تعامل منطقه‌ای فراهم می‌کند. افغانستان به عنوان عضو سیکا در محور این روند قرار دارد. ما در برجسته‌سازی سیکا و اهداف آن به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های منطقه‌ای برای موفق سازی روند قلب آسیا از هیچ تلاش فروگذار نکرده ایم. اجازه دهید تأکید نمایم که وظیفه عمده و اصلی روند قلب آسیا همکاری مشترک و تکمیل کارها و تلاش‌های دیگر روندها و سازمان‌های منطقه‌ای چون سیکا است. آقای رئیس، در خاتمه می‌خواهم یک بار دیگر ادامه همکاری و تعهد کامل افغانستان را در این کنفرانس برای گسترش و تقویت تلاش‌ها و همکاری‌های مشترک و صادقانه با دیگر کشورهای عضو برای تحقق اهداف و برنامه‌های سیکا و دست یافتن به ثبات و رفاه کشورهای عضو و منطقه اعلان نمایم. تشکر از توجهتان. Спасибо, господин Абдулла, за содержательное выступление. Слово предоставляется премьер-министру Азербайджанской Республики господину Наврузу Мамедову. Пожалуйста. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент Эмомали Рахмон, Ваше превосходительство, главы государств и правительств, уважаемые коллеги, дамы и господа, в первую очередь хочу выразить глубокую признательность президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за гостеприимство и прекрасную организацию саммита СВМДА в Азии. Уверен, что председательство Республики Таджикистан в СВМДА внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности в азиатском регионе. Также хочу выразить благодарность Китайской Народной Республике, которая завершает свое успешное председательство. Выражаю также благодарность уважаемому Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, являющегося инициатором создания СВМДА в Азии. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии является важной платформой для диалога и сотрудничества в деле обеспечения мира, стабильности и безопасности на азиатском континенте. Совершенно очевидно, что вооруженные конфликты, терроризм, расизм, радикализм, нетерпимость и киберугрозы порождают серьезные риски для мира и безопасности. Международная и региональная безопасность тесно взаимосвязаны, причем нарушение мира и стабильности в одной части света создает угрозы для безопасности в других регионах. Вот уже на протяжении почти 30 лет Армения продолжает захватническую политику против Азербайджана, грубо нарушая нормы и принципы международного права. В результате этой политики Арменией было оккупировано около 20% территории Азербайджана, которые включают Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов. В связи с конфликтом принято решение и резолюции Совета Безопасности ООН, Движения неприсоединения, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Европарламента, Совета Европы и других организаций. В рамках СВМДА в Азии также были приняты заявления и решения, поддерживающие урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права. Конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинского заключительного акта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Несмотря на вышеуказанные вызовы в сфере безопасности, сегодня Азербайджан – современное государство, идущее по пути всестороннего и динамического развития.
различные международные проекты, участником и инициатором которых является наша страна, создали прочную основу для широкого регионального сотрудничества. Крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру, морские порты, железные дороги, аэропорты и автомагистрали позволили превратить наше благоприятное географическое положение в реальные транспортные возможности. Ныне Азербайджан – одна из ключевых транзитных стран, где пересекаются транспортные коридоры восток-запад и север-юг. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, введенная в эксплуатацию в 2017 году, является важным логистическим соединением между Азией и Европой. Все это создает формат международного сотрудничества, объединяет народы и страны, служит укреплению мира и стабильности. В 2019 и 2022 годах Азербайджан будет председательствовать движении неприсоединения. Пользуясь возможностями, представляемыми многосторонней платформой движения неприсоединения, мы приложим все свои усилия для укрепления международного мира и безопасности, развития диалога и сотрудничества между странами. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, господин Мамедов. Слово предоставляется премьер-министру Королевства Камбоджа, господину Хун Сену. Пожалуйста. Ваше Превосходительство, господин Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, председатель СВМДА, Ваше Превосходительство, главы государств и правительств стран СВМДА, Ваше Превосходительство, дамы и господа. Для меня большая честь участвовать в пятом саммите конференции по мерам взаимодействия и укрепления доверия в регионе СВМДА. От имени правительства Королевства Камбоджи я хотел бы выразить искреннюю благодарность народу и правительству Таджикистана за теплое гостеприимство, оказанное нашей делегации. Я бы хотел поздравить Республику Таджикистан с председательствованием в СВМДА в 2018-2020 годах и с организацией пятого саммита СВМДА. В то же время я хотел бы приветствовать Шри-Ланку в качестве нового члена семьи СВМДА. Действительно, формирование уверенности и укрепление доверия между странами нашего региона во всех сферах сотрудничества необходимы для развития наших стран, особенно для преодоления глобальных вызовов. В этой связи тема данного заседания, а именно общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА, является весьма актуальной, отражая усилия стран-членов СВМДА по поиску решений глобальных проблем безопасности и стабильности, а также по укреплению сотрудничества в вопросе социально-экономического развития региона. Ваше Превосходительство, дамы и господа, с момента своего создания в 1992 году СВМДА стала свидетельством глубоких преобразований в мире, распада Советского Союза, радикальных изменений в Восточной Европе, завершения Холодной войны и формирования нового международного порядка.
Но за последние десятилетия мир столкнулся с огромными архитектурными изменениями в геополитике, экономике и финансах, а также в торговле и инвестициях, которые изменили баланс мировой власти в сторону многополярной системы, наряду с формирующимися новыми угрозами безопасности, такими как изменение климата, кибербезопасность, экстремальные террористические акты и так далее. Помимо конфликтов на Корейском полуострове, региональных ядерных проблем, нарушений суверенитета и территориальной целостности других государств, на наш азиатский регион также влияют последствия торговой войны между основными экономиками, в частности США и Китаем, что в некоторых кругах называется новой холодной войной. Кроме того, опыт и уроки, полученные в Ливии, Ираке и Сирии, показали, что вмешательство во внутренние дела других суверенных стран не улучшает ситуацию, а только приводит к трагедии и страданиям ни в чем не повинных гражданских лиц, разрушением и продолжению гражданских войн. Кроме того, эгоистичная борьба за власть и влияние без учета общих интересов путем введения санкций или экономического давления, отмены тарифных льгот и протекционистской политики угрожает стабильности и развитию многих стран. Азиатский регион многообразен. Страны, входящие в него, отличаются по размеру, имеют разную историю, культурные традиции, ценности, богатство и силу, а также имеют различные интересы безопасности. Общая безопасность означает уважение и обеспечение безопасности каждого государства, а также жизнь в условиях мира и мирного сосуществования, твердо придерживаясь принципов невмешательства во внутренние дела других государств и уважаем суверенитет друг друга, а также национальную независимость, потому что все мы принадлежим к одной азиатской семье и имеем общую судьбу. Такое разнообразие представляет собой ценный актив, который используется и развивается СВМДА в целях обеспечения процветания наших народов. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что развитие и процветание невозможны без мира и безопасности. И без мира и безопасности мы не сможем выполнить свои обязательства по глобальной повестке Дня ООН до 2030 года и целям устойчивого развития. Поэтому, на мой взгляд, мы должны использовать сильные стороны СВМДА, сосредоточенные на мерах укрепления доверия. Я вижу огромный потенциал сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций и туризма. Камбоджа заинтересована в расширении торговых и инвестиционных возможностей со всеми государствами-членами СВМДА, особенно для малого и среднего бизнеса, путем обмена информацией и установления связей во всех областях. В этом контексте нам следует более тесно сотрудничать с инициативой «Один пояс, один путь», которая, безусловно, может предоставить членам СВМДА прекрасные возможности для ускорения регионального взаимодействия и улучшения международных транспортных и логистических
социалистических систем. Кроме того, СВМДА должно подчеркнуть важность экономики открытого типа и выразить свою решительную приверженность многосторонней торговой системе в рамках ВТО, основанных на правилах. Ваше превосходительство, дамы и господа, мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество всегда были краеугольным камнем политики Камбоджи, поскольку мы полностью поддерживаем принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств. Камбоджа готова сотрудничать со всеми государствами-членами, чтобы подтолкнуть процесс СВМДА к созданию архитектуры безопасности, которая бы соответствовала, во-первых, нашим азиатским региональным условиям в соответствии с укладом взаимного уважения, достижения консенсуса и взаимопонимания. Также АСЕАН в целях защиты глобального мира и стабильности и содействия устойчивому развитию. Я твердо верю, что эта конференция приведет к разработке новых инициатив и предметных рекомендаций, которые будут способствовать региональному процветанию, стабильности, безопасности и миру через построение взаимопонимания, веры и доверия. Благодарю за внимание. Благодарю вас, господин премьер-министр, за содержательное выступление. Слово предоставляется вице-президенту Социалистической Республики Вьетнам, госпоже Джан Дан Трин Го Трин. Пожалуйста, прошу вас. Thưa ngài Tổng thống nước Cộng hòa Tajikistan, thưa các vị trưởng đoàn và Ваше превосходительство, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, Ваше превосходительство, председатель, уважаемые гости, для меня честь и огромное удовольствие присутствовать на 5-м саммите конференции СВМДА в прекрасной столице Душанбе, в Таджикистане. От имени делегации Социалистической Республики Вьетнам я хотела бы выразить самые теплые пожелания Таджикистану в честь вашего председательства в СВМДА. Для меня, я твердо убеждена, что при мудром руководстве его превосходительства президента Эмомали Рахмона, при тщательной подготовке в Республике Таджикистан для проведения саммита, а также при гостеприимстве со стороны жителей Душанбе, особенно активного, ответственного вклада делегаций, 5-й саммит, руководителей, государств, участников СВМДА будет замечательным успехом. Я также хотела бы воспользоваться предоставленной мне возможностью для того, чтобы признать и выразить огромную благодарность за активные усилия и вклад со стороны Казахстана, Турции и Китая, как бывших председателей СВМДА, которые сыграли очень важную роль, чтобы продвигать диалог, чтобы содействовать сотрудничеству и усиливать доверие среди стран-членов СВМДА ради мира, стабильности и развития в регионе мира. Ваше превосходительство, председатель, дамы и господа, мир, стабильность, сотрудничество и развитие продолжают оставаться самыми главными устремлениями, которые разделяют многие страны, стремящиеся к миру, и народу, проживающему на земле. Однако во многих странах на лице этой земли, где мы живем, люди все еще сталкиваются с различными, как традиционными, так и нетрадиционными вызовами, связанными с безопасностью и развитием. Посмотрев на эти общие предпосылки, страны-члены СВМДА также разделяют целый ряд особенных характеристик, так как многие переживали войны и сейчас стремятся подыскать решения для того, чтобы решить сложности в сфере безопасности, а также недостаточное развитие, отставание в науке и технологии, загрязнение окружающей среды, транснациональной преступности, особенно незаконный оборот наркотиков и оружия. Также есть различные скрытые риски конфликта в регионе СВМДА, которые могут представлять очень серьезную угрозу для всего региона и мира. В то же самое время
СВМД также стремится, чтобы обеспечить мир и стабильность для устойчивого развития, и также предпринимать энергичные усилия, чтобы утверждать эффективное сотрудничество, механизмы и модели его. Для того, чтобы выполнить все эти устремления, поставленные задачи членов СВМД, нам необходимо утверждать роль СВМД в качестве форума для продвижения диалога, обмена информацией, наращивания доверия в Азии, таким образом внося вклад для того, чтобы соблюдались фундаментальные принципы международного права, Устава ООН, включая уважение к независимости, суверенности, территориальной целостности, воздерживаясь от угроз или использования силы, принципы невмешательства и разрешения спорных вопросов мирными средствами. В дополнение, Вьетнам надеется, что СВМД далее будет продвигать эффективное сотрудничество среди стран-членов, а также между СВМД и других стран и организаций, включая АСЕАН, председателем которого станет Вьетнам в 2020 году. Мы также стоим наготове, чтобы работать вместе с странами АСЕАН, которые являются членами СВМД, в продвижении такого механизма сотрудничества, также обращать тщательное внимание, чтобы предоставлять взаимовыгодное сотрудничество и помогать, реагируя на вызовы региональной безопасности, содействовать экономическому сотрудничеству, развитию, расширять социальный, культурный обмен и соединять цивилизации народа. В этом духе Вьетнам приветствует и сильно поддерживает тему данного 5-го саммита СВМД. Общее видение, более безопасный и процветающий регион. Ваше превосходительство, господин председатель, уважаемые гости, будучи страной, пережившей войну, от которой сильно пострадала, предпринимая неустанные усилия, чтобы побеждать бедность, голод и отставание в развитии, каждый и все жители Вьетнама очень глубоко понимают драгоценный смысл мира. Поэтому Вьетнам проводит согласованную политику, чтобы придавать очень важное значение миру, сотрудничеству, развитию, международной интеграции, с активным участием и ответственным вкладом, общим усилиям международного сообщества. С такими мерами политики, являясь ответственным членом международного сообщества, Вьетнам всегда будет участвовать и вносить позитивный вклад в наращивание и поддержку многосторонних институтов в регионе и мира на основании равенства, прозрачности и порядка, основанного на общепринятых правилах. Мы даем приоритетное внимание Азиатско-Тихоокеанскому сотрудничеству, АСЕАН, другим организациям в регионе, а также ООН. Мы хотели бы также поблагодарить те страны, которые проголосовали за то, чтобы Вьетнам получил временное место в Совете Безопасности ООН на период 2020-2021 года. Это является выражением доверия со стороны членов ООН. Далее, Вьетнам также будет председательствовать в АСЕАН в 2020 году. Эти две грядущие роли, они заложат основу для того, чтобы мы могли продолжать дальше работать с странами, членами СВМД, чтобы обеспечить региональный мир и стабильность, обеспечить свободу и навигации, и также полета, и использовать мирные средства в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву, и также применять декларацию по поведению сторон в Южном Китае, ДОК, а также содействовать раннему завершению эффективного кодекса поведения в Южном Китае, СИОСИ, а также Вьетнам всегда уделяет очень важное внимание и привержен деятельности СВМД. Мы поддерживаем и стоим на готове, чтобы продвигать диалог, координировать общие усилия. Мы хотели пожелать вам всем содержательное выступление. Слово предоставляется министру иностранных дел Королевства Бахрейн, уважаемому Халиду бин Ахмеду бин Мухаммеду Аль-Халифу. Пожалуйста. Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим. Your Excellency, President господин Эмом Али Рахмон, президент Республики Таджикистан, ваше превосходительство, дамы и господа, для меня большое удовольствие присоединиться к вам именно здесь, в Республике Таджикистан, на 5-м саммите СВМД и выразить мою искреннюю признательность за ваше теплое гостеприимство и проведение этого важного саммита под председательством его превосходительства президента Эмома Али Рахмона.
И без сомнения СФМДА продолжит работу по усилению диалога и сотрудничества для продвижения мира и процветания региона Азии. И я бы хотел поблагодарить его превосходительство господина Си Цзиньпиня и правительство Республики Китай за председательство в течение 2 предыдущих лет, за их работу в продвижении работы СФМДА, которые 2 года назад отметили свое 25-летие. С момента создания этой конференции она закрепила свою ключевую роль в этом регионе, продвигая современное видение, формируясь на основе нашего культурного наследия. И, конечно же, хотелось бы подчеркнуть личный вклад первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в качестве основателя и человека, который непрерывно оказывает содействие процессу СФМДА. И мы также хотели приветствовать Шри-Ланку в качестве нового члена СФМДА. Бахрейн заинтересован в развитии СФМДА, и мы хотим участвовать в различных сферах взаимодействия, совместно противостоя угрозам и вызовам, и, конечно же, в наращивании совместных усилий. Конференция СФМДА нацелена также на продвижение народной дипломатии, и мы сделаем все возможное для того, чтобы организовать бизнес-советы и молодежные советы для вовлечения всех сфер общества в наш процесс сотрудничества. И в достижении цели устойчивого развития Бахрейн отдельную роль отдает народам наших стран для того, чтобы достичь цели ЦУР до 2030 года. Королевство Бахрейн уверено в том, что угрозы миру, безопасности и процветанию могут быть подавлены только через совместную работу. И благодаря нашему динамическому регионализму, который призывает нас делиться нашими видениями и идеями, а также уважая суверенитет и невмешательство во внутренние дела других государств. Мы продвигаем нашу работу и не позволим подорвать обстановку в таких странах, как Сирия, Ирак, а также оккупации других стран и регионов нашего региона, как, например, Палестины, и также отдельных островов, принадлежащих Объединенным Арабским Эмиратам. И только благодаря совместному сотрудничеству и координации наших совместных усилий мы можем налаживать свою работу, которая позволит нам добиться взаимодействия и процветания наших народов и также бороться с терроризмом. Учитывая недавнее развитие в мире, международное сообщество должно взять на себя обязательства в гарантировании безопасности транспорта и также морских и наземных путей в этом регионе, для того, чтобы процветала и региональная экономика, и экономика всего мира. Кроме того, страны должны воздержаться от мер, которые могут подорвать доверие в основных энергетических маршрутах и дестабилизировать наш регион и мир. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что твердая позиция Королевства Бахрейн в поддержке борьбы братских народов Палестины в достижении независимого государства Палестина в границах 1947 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. И также, конечно же, мы поддерживаем арабские мирные инициативы и соответствующие резолюции. В качестве нашей работы по развитию региона Ближнего Востока и в особенности наращивание потенциала народов Палестины, Бахрейн готов сделать все возможное в партнерстве с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы повысить их ресурсы и позволить им стать эффективными и способными членами в достижении мира и процветания, что в свою очередь приведет к привлечению инвестиций и росту благосостояния народа. Ваше превосходительство, мы в Бахрейне благодарны за то, что мы стали
членами государств СВМДА. И мы, конечно же, наша работа взаимодействует друг к другу. И еще раз хочу подчеркнуть, что Бахрейн уверен в роли СВМДА. И наша уверенность состоит в том, что наши ценности, те ценности, которые разделяют все наши народы, позволят нам добиться взаимообеспечения и безопасности и создать платформу, которая позволит нам достичь благосостояния. Благодарю за внимание. Спасибо, господин министр. Слово предоставляется министру иностранных дел Республики Индия, господину Субрахманьяму Джайшанкару. Thank you. Your Excellency, President Imam Ali Rahman. Превосходительство, президент Имам Али Расход, дамы и господа, ваше превосходительство. Я поздравляю Таджикистан со вступлением на пост председателя СВМДА и с успехом в проведении 5-го саммита СВМДА. Я передаю вам теплые приветствия от имени нашего премьер-министра Шри Нарендри Моди и его наилучшие пожелания успехов в проведении этого саммита. Я благодарю правительство Таджикистана за теплое гостеприимство, оказанное мне и моей делегации, и прекрасную организацию этого саммита. Я также приветствую Шри-Ланку, нашего соседа, в качестве члена СВМДА. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность за вклад, внесенный предыдущими председателями Казахстаном, Турцией и Китая, в том, чтобы создать успешную историю СВМДА, признавая, в частности, руководящую роль первого президента Казахстана. Господин председатель, позвольте мне поделиться взглядом Индии на более безопасную и процветающую Азию, а также на некоторые причины для обеспокоенности. 21 век провозглашается азиатским веком, и СВМДА может сыграть, несомненно, полезную роль в содействии миру, безопасности и развитию в Азии. И это очень важно сегодня, потому что мир стал свидетелем далеко идущих геостратегических изменений, которые также повлияли на мир и безопасность в Азии. Глобализация находится в состоянии стресса из-за новых и возникающих геополитических и геоэкономических линий противостояния. Индия поддерживает основанный на правилах порядок в Азии, как и во всем остальном мире. Азия также сталкивается с огромными проблемами, такими как терроризм, конфликты, транснациональные преступления, морские угрозы. Также существует проблема устойчивого развития, в том числе отсутствие энергетической безопасности, низкая внутрирегиональная торговля и дефицит дорожного сообщения. Эти проблемы должны быть устранены в неотложном порядке для нашего общего блага. Господин председатель, терроризм является наиболее серьезной угрозой, с которой мы сталкиваемся сегодня в Азии. Многие страны, члены СВМД, являются жертвами терроризма. И необходимо четко понимать, что терроризм и их жертвы, никогда нельзя их приравнивать одно к другому. СВМД всегда показал сильную приверженность для того, чтобы бороться с терроризмом и экстремизмом, и призывает государство разработать всеобъемлющую стратегию борьбы с терроризмом. Индия, предлагая такой стратегический документ еще вчера, это очень существенный шаг, и мы ищем вашей поддержки. В Афганистане мы поддерживаем национальный процесс мира и примирения, который руководим самими гражданами Афганистана, и это их собственность. Мы считаем, что все инициативы процесса должны охватывать все слои афганского общества, включая законно избранное правительство. Господин председатель, недавно проведенный индийско-центральноазиатский министерский диалог — это очень позитивное развитие, шаг вперед, который может усилить сотрудничество и стабильность во всех регионах.
Такого рода сотрудничество, инициативы, которые являются инклюзивными, устойчивыми, которые могут содействовать прозрачности и уважать принципы суверенитета и территориальной целостности, могут стимулировать торговлю, играть ключевую роль в обеспечении процветания и развития в регионе. Индия со своей стороны всегда поддерживала много такого рода региональных инициатив по сообщению. Отсутствие энергетической безопасности стало еще одной ключевой проблемой развития региона. Индия поддерживает лучший диалог между потребителями и производителями для обеспечения стабильного энергетического рынка и продвижения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Наша инициатива Международного солнечного альянса получила огромную поддержку. 74 страны подписали на сегодняшний день рамочное соглашение. Развитие возобновляемых источников энергии будет большим вкладом в безопасность и стабильность в Азии. Я приглашаю всех членов СВМДА, которые еще не вступили в этот альянс, сделать это. Кроме того, Индия также поддержала инициативы, направленные на расширение сотрудничества в регионе, что нашло отражение в нашем участии в региональных организациях, таких как различные инициативы региональной организации, такие как различные BIMSTEC, SARS, ASEAN, EAS, РФ, GCC и IORA. Видение Индии для Индо-Тихоокеанского региона изложено премьер-министром Моди на Шангри-Ла диалог в Сингапуре в июне 2018 года, основано на пропаганде САГАР, безопасности, рост для всех в регионе. Это сочетается с темой саммита здесь, такой как общее видение более безопасного и процветающего региона СВМДА. Индия будет продолжать активно участвовать в процессах СВМДА. И мы надеемся, и мы уверены, что СВМДА будет продолжать развиваться и станет сбалансированной, открытой, инклюзивной основой для взаимодействия и сотрудничества азиатских стран в решении многогранных проблем и вызовов, действуя в соответствии с нашим общим видением о безопасной и процветающей Азии. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, господин министр. Слово предоставляется министру иностранных дел государства Палестины, господину Рияду Аль-Малику. Пожалуйста, господин министр. Ваше превосходительство, господин президент Эммануэль Рахмон, ваше превосходительство, дамы и господа. Я бы хотел воспользоваться данной возможностью и поздравить Республику Таджикистан с председательствованием в СВМДА. И я уверен, что под председательством СВМДА позволит сделать огромные шаги для достижения сотрудничества между государствами. В качестве одного из членов-основателей СВМДА государство Палестины не жалело усилий по формированию этой организации для того, чтобы разработать совместное видение для данного континента. Достижение мира и безопасности благодаря синкретическому диалогу и сотрудничеству позволит добиться значительных результатов в сфере безопасности, когда все государства сосуществуют мирно и их народы живут в мире, свободе, независимости и процветании. Мы здесь сегодня находимся на критической развилке, когда международное сообщество сталкивается с огромными сложностями, включая терроризм, насильственный экстремизм и иностранную оккупацию. Мы уверены, что эти сложности и вызовы не могут быть решены каждым государством поодиночке. Для этого требуется объединенная международная позиция для разрешения конфликтов, борьбы с терроризмом и продвижения мира и безопасности по всему миру. Ваше превосходительство, дамы и господа, планы администрации США, так называемая «сделка века», в действительности является нарушением наших прав. Нас лишили независимости, прав и правосудия. Палестина не может иметь такое будущее. Мы боролись в течение такого длительного времени не для того, чтобы жить
в золотой клетке. Мы хотим свободы. Мы не хотим условной свободы. Нам нужна суверенность, а не ограниченная автономность. Нам нужен мир и мирное существование, а не доминирование и подавление. Народы Палестины и его руководство не примут ни одного плана, предложения или же сделки, которые не соответствуют миру, международным законам, уставу ООН, резолюциям ООН. И такая сделка никогда не сможет достичь комплексного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, если она не соответствует и не отвечает правам народа Палестины, на передовой которой является наше право на самоопределение и независимая Палестина с Восточным Иерусалимом в качестве нашей столицы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир для выполнения резолюции ООН и также привлечения к отчету захватчиков. Ваше превосходительство, дамы и господа, соблюдение верховенства закона на национальном и международном уровне является необходимым для поддержания международного мира и безопасности и достижения целей экономического и социального развития. Поэтому нам необходимо избегать избирательных подходов и двойных стандартов. Международное сообщество должно возобновить свое содействие и сохранению, защите и продвижению Устава ООН и принципов международного верховенства закона с целью достижения мира и безопасности. И я уверен в том, что Душанбинская декларация, которую мы сегодня принимаем, будет служить интересам многосторонности, и что данный саммит позволит нам продемонстрировать нашу общую заинтересованность на выход на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества и также борьбу с новыми угрозами и сложностями на азиатском регионе. Благодарю вас за внимание. Спасибо, господин министр. Слово предоставляется специальному помощнику премьер-министра Исламской Республики Пакистан госпоже Соне Ништар. Прошу вас, госпожа Ништар. Ваше превосходительство, господин Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, уважаемые главы делегации СВМДА, Ваше превосходительство, дамы и господа, от имени премьер-министра Пакистана я хотела бы поблагодарить президента Рахмона и правительство братского Таджикистана за организацию этого важного саммита в прекрасном городе Душанбе. Мы уверены, что под вашим умелым руководством, господин председатель, процесс СВМДА будет развиваться на основе уже достигнутого. Мы заверяем вас в нашем полном сотрудничестве. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы поздравить Китай с его динамичной руководящей ролью и существенным вкладом в СВМДА в качестве предыдущего председателя. Господин председатель, в Азии проживает более половины населения земного шара. Наша сила заключается в нашем разнообразии, в динамичности и устойчивости наших народов, которые превратили Азию в самый быстро растущий регион мира. Во многих отношениях СВМДА также представляет собой сущность кооперативной многосторонности. Наши члены объединены рядом перспектив, и мы собираемся вместе, чтобы добросовестно изучать пути сотрудничества. Вызывает удовлетворение тот факт, что эта платформа диалога, укрепления доверия и взаимодействия продолжает расти. Создание новых институтов, таких как Деловой совет СВМДА, Молодежный совет СВМДА и неправительственный форум СВМДА — это лишь несколько явных доказательств его развития. Господин председатель, современный мировой порядок находится в состоянии постоянного изменения, отмеченного некоторыми тревожными тенденциями и событиями. На нормативно-правовом фронте принципы Устава ООН постепенно стираются. Усиливается склонность прибегать к одностороннему применению силы, интервенции в отношении других государств. Принуждение угрозы вновь стали основной валютой в управлении межгосударственными спорами
Миру и процветанию в Азии угрожают возникающие разногласия между державами и растущая напряженность в Южной, Восточной и Западной Азии. Законная борьба за самоопределение народа Джамму и Кашмира по-прежнему жестоко подавляется. И мы так признательны президенту Эрдогану Турции, когда он выступал сегодня и высказался в поддержку народа Кашмира, призывая к разрешению такого затянувшегося международного спора. Господин председатель, сегодня Ближний Восток страдает от войны и насилия. Хотя Даиш, похоже, потерял свою силу в Ираке и Сирии, террористическое насилие распространяется достаточно широко. Разовая религиозная ненависть, особенно исламофобия, находится на подъеме по мере того, как наш мир становится все более взаимозависимым. Между народами и нациями возникают психологические барьеры. Международное сотрудничество. Таким образом, его необходимо активизировать для того, чтобы бороться с нищетой, болезнями, изменением климата, распространением ядерного оружия, терроризмом и вынужденным перемещением. И эти усилия должны стать более интенсивными. Мы считаем, что СВМД обладает потенциалом, пользуясь которым должно укреплять доверие, содействовать диалогу и дипломатии в сфере развития и безопасности. Господин председатель, терроризм остается одной из самых главных угроз безопасности сегодня. Это явление не знает границ, не знает религии и национальности, оно касается всех нас. Пакистан провел одну из самых успешных антитеррористических кампаний в мире. Ни одна страна, господин председатель, не может сравниться с усилиями, жертвами и достижениями Пакистана перед лицом этой международной беды. Мы верим в усиленное международное сотрудничество для того, чтобы эффективно реагировать на угрозу терроризма. А также мы должны устранять коренные причины данного явления. Мы призываем все государства, так как это в их интересах, воздерживаться от публицистики и политизации для эффективной борьбы с терроризмом. Господин председатель, многолетняя борьба с международным терроризмом высветила некоторые ключевые пробелы. Один из них — исключительная направленность нынешнего режима санкций ООН по борьбе с терроризмом на Аль-Каиду, Даиш и их филиалы. Все большее число людей и организаций, устраивающих террористические акты, остаются за рамками действующих на данный момент санкций ООН. Пришло время создать более широкую сеть и привлечь их к ответственности согласно нормам международного права. Господин председатель, Пакистан всегда призывал все государства соблюдать положения Устава ООН, международного права для урегулирования конфликтов мирными средствами и ускорения достижения мира. Пакистан придерживается своих ценностей и принципов для того, чтобы продолжать формировать политический дискурс и видение Южной Азии на основе сотрудничества, укрепления доверия, мирного урегулирования всех нерешенных споров. Мы также будем продолжать работу по реализации общего видения безопасности, устойчивого развития и общего процветания в регионе СВМД и за его пределами в соответствии с темой этого саммита. И я хочу поблагодарить вас, господин председатель. Благодарю вас, госпожа Ништар. Слово предоставляется заместителю министра иностранных дел Арабской Республики Египет, господину Ихабу Фалзи. Пожалуйста. Ваше превосходительство, господин Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан. Приводимый сегодня саммит совещания по взаимодействию и миром доверия в Азии является прекрасной возможностью для развития сотрудничества между нашими странами и достижения наших общих целей и интересов. Этот саммит также служит площадкой для обмена идеями и мерами политики, направленными на решение проблем, стоящими перед сегодняшним миром. И я хочу выразить большую благодарность народу Таджикистана и правительству за теплое гостеприимство и поблагодарить правительство, которое
с которыми мы имеем множество веков общей истории. И, конечно же, перед нами стоит сложность преодоления экстремизма и насильственного терроризма. И эта угроза продолжает угрожать жизням людей. И, конечно же, грешная рука терроризма продолжает губить души и атаковать человеческие жизни без проявления сострадания верующим в мечетях, церквях и синагогах. По всему миру терроризм продолжает свои предосудительные попытки забрать силу правительства и экономики стран, стремясь распространить свои злые планы. И в этой связи Египет призывает объединить международные усилия в рамках комплексной стратегии по устранению причин, лежащих в основе растущего потока экстремизма, в который при стремлении к материальному и интеллектуальному уничтожению терроризма и преграждению доступа к внутренним и внешним источникам вооружения и финансирования будут во всей полностью соблюдены права человека. В этой связи нам следует работать коллективно, чтобы предотвратить злоупотребление благородными религиозными принципами для оправдания террористических идей и преступлений. Ваше превосходительство, наши политические меры могут укрепить нашу коллективную безопасность на региональном уровне. Азиатские страны продолжают предпринимать успешные попытки консолидации политики мира и прилагают постоянные усилия к установлению зон, свободных от ядерного оружия. Будучи сторонником провозглашения Ближнего Востока зоной, свободной от ядерного оружия, Египет приветствует эти инициативы и призывает все государства последовать этому примеру в своем регионе ради достижения глобального мира, стабильности и процветания. Мы надеемся, что в скором времени Ближний Восток сможет не только достичь этой цели, но и сделать шаг в сторону становления зоны, свободной от ядерного оружия. Ваше превосходительство, я также хочу привлечь ваше внимание к одному из самых затяжных конфликтов в мире, к ситуации на оккупированной территории Палестины. Я не могу в достаточной мере подчеркнуть, что мир и безопасность восторжествуют на Ближнем Востоке, только если это будет достигнуто кардинальное решение, чтобы два государства жили вместе мирно. А этого невозможно достичь, если палестинскому народу не будет дозволено использовать право на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Египет также подчеркивает важность соблюдения принципа мирного разрешения различных конфликтов на Ближнем Востоке и в других частях мира. Уважаемые господа, мир и развитие взаимосвязаны. Это отмечено в целях ООН в области устойчивого развития до 2030 года, которые направлены на искоренение бедности, расширение прав и возможностей женщин и достижение устойчивого экономического роста на основе мирных и процветающих отношений между нашими народами. Кроме этого, мы все можем согласиться с тем, что устойчивое развитие может быть достигнуто только посредством совместных усилий и обеспечения взаимодополняемости экономических возможностей. По этой причине Египет призывает сегодняшнее совещание продолжать изучать существующие возможности в рамках наших границ и искать новые сферы для сотрудничества в инновационных отраслях. Параллельно нам необходимо инвестировать в наше молодое поколение с тем, чтобы оно могло воспользоваться плодами технологий и дать им возможность нарастить свой опыт. В этом отношении Египетом разработана молодежная программа под патронажем его превосходительства президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, цель которой заключается в том, чтобы расширить возможности для сегодняшних молодых людей Египта, чтобы они стали завтрашними лидерами. Египет рад быть частью двух континентов — Азии и Африки. И в этом году Египет председательствует в Африканском Союзе. В то время как мы размышляем на нашем совещании над некоторыми глобальными вопросами, африканский континент, его 55 стран, представляют собой яркий пример структурных вызовов и конфликтов, но также и возможностей не только для стран, но и для благосостояния мира. И это открывает окно возможностей для развития отношений между Азией и Африкой путем инвестирования в будущее Африки для достижения более процветающего мира. Благодарю за внимание. Спасибо, господин Фавзи. Слово предоставляется к заместителю министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов господину Халифу Шаин Аль-Марару. Прошу вас, господин Аль-Марар. Ваше превосходительство, господин Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, Ваше превосходительство, прежде всего я хотел бы передать
вашему превосходительству сердечные поздравления от руководства Объединенных Арабских Эмиратов и выразить нашу благодарность правительству Таджикистана и его народу за теплое гостеприимство, за прием и продуманную организацию этого саммита. Я хотел бы выразить благодарность и наше восхищение успешным председательством Народной Республики Китай. Этот саммит СВМД проводится в то время, когда наш регион остро нуждается в преодолении растущих трудностей и напряженности, в поддержании безопасности и стабильности, в разрешении конфликтов, в установлении мира, в укреплении регионального и глобального сотрудничества, в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также содействием терпимости и взаимному пониманию. Превосходительство, Объединенные Арабские Эмираты четко продемонстрировали свою приверженность урегулированию международных споров с помощью диалога и мирных средств, способствуя укреплению международного мира и безопасности, прилагая широкие усилия по сдерживанию кризисов, предоставляя гуманитарную помощь и поддержку для беженцев в районах конфликтов, а также продвигая двустороннее, региональное и международное сотрудничество. Посредством гуманитарной помощи и помощи в целях развития на региональном и международном уровнях ОАО играет ведущую роль, признанную и пользующуюся доверием со стороны Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций. Они стали ключевым центром мобилизации и сплочения программ по оказанию поддержки и гуманитарной помощи по всему миру, чтобы помочь облегчить и уменьшить бремя человеческих страданий, защитить человеческое достоинство, с тем, чтобы обеспечить поддержание международного мира и безопасности. С момента своего основания Объединенные Арабские Эмираты придерживались умеренной и мирной повестки дня у себя и за рубежом. Внутри страны открытое и толерантное общество в Объединенных Арабских Эмиратах основано на уважении к другим людям, независимо от их вероисповедания и этнической принадлежности, поощрении прав женщин и отказе от тех идеологий, пропагандирующих насилие и дискриминацию. В своей внешней политике ОАО стремится содействовать умеренности, работая с умеренными силами, партнерами, чтобы противостоять вызовам, создаваемым экстремизмом, сектантством и терроризмом. После года Заеда в 2018 году был объявлен год терпимости в память о гуманитарном и сострадательном наследии покойного шейха Заида бин Султана Аль-Нахаяна. ОАО продолжают сохранять это наследие, поощряя умеренность в своей внешней политике, открытость миру, а также акцент на международном мире, безопасности, стимулировании развития и процветания, а также борьбу с экстремизмом и терроризмом. Визит Его Святейшества Папы Франциска в связи с визитом Его Превосходительства шейха Ахмеда Аль-Таеба, шейха Аль-Асхара в Абу-Даби в феврале 2019 года стал результатом многолетних усилий ОАО по продвижению ценностей, терпимости, мира и умеренности. Запуск Декларации Абу-Даби и подписание документа о человеческом братстве по этому случаю является еще одним отражением усилий ОАО по борьбе со всеми формами ненависти, насилия и экстремизма, а также поощрение мирного сосуществования, сострадания и взаимного уважения. Еще раз я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность принимающей стороне за теплый прием и за организацию этого саммита. Большое спасибо, господин председатель. Спасибо, господин Алмарар. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Иорданского Хашемитского королевства господину Юсуфу Абдулгани. Прошу вас, господин посол. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ваше Превосходительство, господин Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, уважаемые главы государств и правительств, уважаемые гости, я бы хотел начать со слов благодарности Республики Таджикистан за проведение этого важного мероприятия. И хотелось бы поздравить вас, господин президент, с председательствованием в СВМДА. И я уверен, что
ваше председательствование будет крайне успешным. Уважаемые гости, наш регион свидетельствует сейчас о проведении нескольких конфликтов, нестабильности и угроз, особенно от террористов, насильственного экстремизма, а также сложностей с социально-экономическим развитием и нехваткой воды. И работа этой организации, которая была инициирована его превосходительством господином Нурсултаном Назарбаевым, бывшим президентом Республики Казахстан, крайне важна для наших стран и для всего региона в целом. Уважаемые гости, основной конфликт в регионе все еще не решен. И мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут без удовлетворения права Палестины на суверенное государство в границах 1967 года и также без выполнения резолюции ООН и арабских мирных инициатив по вопросу Палестины. Иордания привержена решению этого вопроса, и это единственный способ достичь мира в регионе. Уважаемые гости, мы привержены поддерживать работу и механизмы формирования мира, стабильности и взаимодействия в регионе Азии. И я бы хотел в своей речи поблагодарить Китайскую Народную Республику за их производительное и продуктивное председательствование. Благодарю за внимание. Спасибо, господин посол. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Монголии в Республике Таджикистан господину Нурсану Батулга. Пожалуйста, господин посол. Спасибо. Уважаемый председатель, господин Имамали Рахмон, ваше превосходительство, дамы и господа. Прежде всего, разрешите мне от имени монгольской делегации выразить глубокую признательность таджикистанской стороне и лично президенту Таджикистана, его превосходительству господину Имамали Рахмону за приглашение на участие в 5-м заседании совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Господин председатель, сегодня СВМД стала одним из главных форумов по мерам укрепления доверия и безопасности в Азии. И ее дальнейшее развитие оказывает существенное влияние на развитие стабильности на нашем континенте. В связи с этим Монголия придает СВМД первостепенное значение как одному из основных механизмов многостороннего сотрудничества в Азии и уделяет внимание участию во взаимовыгодном конструктивном сотрудничестве со странами-участницами СВМД. Мы считаем, что безъядерный статус Монголии в значительной степени способствует глобальному режиму нераспространения и созданию мира, свободного от ядерного оружия. Мы высоко ценим поддержку государств-членов СВМД в институциализации нашего статуса. Будучи частью Северо-Восточной Азии, Монголия желает стабильности, взаимного доверия, многостороннего сотрудничества и процветания всем странам этого региона. Позиция Монголии в отношении денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, и этот вопрос должен решаться дипломатическими средствами. В связи с этим Монголия в течение последних 6 лет организовывает международную конференцию «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии». Во время последней конференции, состоявшейся 5-6 июня этого года, около 200 участников собрались в Улан-Баторе и дали оценку текущей ситуации на Корейском полуострове и вокруг него, а также обменялись мнениями о дальнейших подходах к решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. На нем обсуждались не только вопросы безопасности Северо-Восточной Азии, но и потенциальные проекты в энергетическом и экологическом секторах. Таким образом, Улан-Баторский диалог является открытым механизмом, обеспечивающим участие всех стран
Азии. Господин председатель, жизненно важно укреплять доверие между государствами и проявлять приверженность к международному сотрудничеству. В связи с этим 3-4 июня Монголия впервые в Северо-Восточной Азии провела совещание по проблемам молодежи, мира и безопасности в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Кроме того, совместно с ОБСЕ 20-21 июня в Улан-Баторе будет организован межрегиональный диалог с участием многих заинтересованных сторон с целью содействия разработке и осуществления эффективных, учитывающих права человека, гендерные аспекты стратегий и политики по предупреждению и борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущих к терроризму. Монголия – это страна, которая в своей истории извлекла огромную пользу из древнего шелкового пути, а также внесла большой вклад в расширение торговых связей и культурных обменов посредством развития этого маршрута. Поэтому мы с самого начала поддерживали и поддерживаем инициативу «Один пояс, один путь». Эта инициатива предлагает Монголии долгожданную возможность улучшить свои связи с остальным миром через развитие инфраструктуры. С этой целью в 2016 году мы согласовали с нашими соседями Россией и Китаем программу экономического коридора Монголия, Китай и Россия. На днях в Бишкеке успешно прошла очередная трехсторонняя встреча на уровне глав наших государств, на котором договорились ускорить создание этого коридора. Господин председатель, в заключение я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность народу, правительству Таджикистана за успешную организацию этого саммита и теплый прием и гостеприимство, оказанное нам в вашей прекрасной стране. Благодарю за внимание. Спасибо, господин посол. Слово предоставляется специальному посланнику премьер-министра Королевства Таиланд господину Виджавату Исарабхакти. Пожалуйста. Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, позвольте мне в самом начале выразить сожаление от лица нашего премьер-министра за то, что он не смог присоединиться к вам сегодня из-за предварительных обязательств, в частности, связанных с подготовкой к предстоящему 34-му саммиту АСЕАН в Таиланде. Я также присоединяюсь к другим уважаемым делегатам и выражаю искреннюю признательность правительству и народу Республики Таджикистан за оказанную прекрасное гостеприимство, прекрасную организацию, то, что вы оказали мне и нашей делегации. Таиланд также с глубокой признательностью отмечает роль председателя, учредителя СВМДА, первого президента Назарбаева и его большой вклад в развитие процесса СВМДА. Мы тепло приветствуем Шри-Ланку в семью СВМДА. Позвольте мне также воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы выразить наши глубокие соболезнования правительству и народу Шри-Ланки в связи с терактами в пасхальное воскресенье. Ваше превосходительство, господин председатель, это важное время для СВМДА и региона. Хотя в последние несколько десятилетий мы наблюдаем значительный экономический и социальный рост, развитие, прогресс в регионе, мы по-прежнему сталкиваемся со многими традиционными и нетрадиционными проблемами безопасности. Поэтому важно активизировать свои усилия по содействию миру, процветанию и устойчивости в этом регионе и за его пределами. В этой связи Таиланд желает внести два следующих предложения. Во-первых, Таиланд предлагает СВМДА рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать устойчивое развитие стратегическим приоритетом. Мы считаем, что СВМДА может сыграть ключевую роль в продвижении устойчивого развития в регионе и за его пределами. И это поможет дальнейшему укреплению мира и стабильности. Таиланд открыт для работы с государствами-членами СВМДА над этой идеей в качестве координатора укрепления доверия в области устойчивого развития. Не только это. Таиланд является председателем АСЕАН в этом году. И наша тема — продвижение партнерства для устойчивого развития. Поэтому мы считаем, что СВМДА также может использовать опыт АСЕАН в деле превращения устойчивого развития в важный стратегический приоритет. И, конечно, мы можем продолжать учиться друг у друга, опираясь на передовой опыт друг друга в области развития, в частности, на наши усилия по осуществлению повестки дня на
на период до 2030 года. В конце концов, наше разнообразие является ценным активом для Таиланда. Наш путь к развитию был основан на философии достаточности экономики Его Величества Короля Пумипона Адульядета Великого, и мы готовы поделиться своим опытом с заинтересованными государствами, членами СВМДА в этом отношении. Мое второе предложение касается повышения роли и признания СВМДА посредством укрепления партнерских отношений и внешних связей между СВМДА и другими региональными и международными организациями. Таиланд признает потенциальные выгоды для СВМДА в дальнейшем изучении вопроса о расширении взаимодействия и сотрудничества с другими региональными и субрегиональными структурами сотрудничества, такими как АСЕАН, Шанхайская организация сотрудничества и диалог по сотрудничеству в Азии. Эти институциональные партнерства и связи могут дополнять усилия по содействию региональной безопасности и устойчивому развитию в Азии. Ваше превосходительство, уважаемые делегаты, позвольте мне в заключение поблагодарить председательство Таджикистана за теплое гостеприимство и ценный вклад в продвижение процесса СВМДА. Мы также благодарим секретариат СВМДА за тесное сотрудничество с Таиландом. Пожалуйста, будьте уверены в постоянной поддержке и сотрудничестве со стороны Таиланда в рамках СВМДА. Спасибо за ваше внимание. Благодарю вас, господин посол. Слово предоставляется послу по вопросам международной безопасности Министерства иностранных дел Республики Корея господину Ким Ган. Прошу вас, господин посол. Уважаемый председатель, гости, дамы и господа, во-первых, я бы хотел выразить свою искреннюю признательность правительству Республики Таджикистан и секретариату СВМДА за их приверженную работу в подготовке к данному важному саммиту. Азия — это континент, который представляет собой разнообразие и динамизм. И в этом отношении СВМДА, в который ходит 27 стран, членов, обладает огромным потенциалом. Правительство моей страны заинтересовано в наращивании сотрудничества с Евразийским и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Мы также привержены закладыванию основания взаимовыгодному миру и сотрудничеству со странами Центральной Азии и Ближнего Востока. Я верю в то, что наша стратегия позволит создать налаженный процесс с СВМДА. Уважаемый председатель, уважаемые гости, дамы и господа, так как азиатский континент является большим по протяженности и богатым по культуре и наследованию, мы также не можем отрицать, что у нас перед нами стоит большое количество вызовов и сложностей. И достижение мира в Азии является основной целью СВМДА. Я бы хотел с вами поделиться сегодня состоянием на Корейском полуострове и видением моего правительства. Уважаемый председатель, делегаты, дамы и господа, Корейский полуостров сейчас проходит период конфронтации и недоверия и входит в новую эру мира, процветания и благосостояния. Только 2 года назад, в 2017 году, напряженность на Корейском полуострове достигла своего пика, и мир был очень отдаленной перспективой. И эта сложность была разрешена благодаря мирным инициативам, выдвинутым президентом нашей стране в июле 2017 года, что позволило нам создать атмосферу диалога. И это привело к тому, что Южная Корея приняла участие, и Северная Корея приняли участие в Олимпийских играх 2018 года. Также было проведено большое количество саммитов и двусторонних встреч. Лидеры обеих Корей и Организации Объединенных Наций работают над денуклеаризацией и организацией и созданием мира на Корейском полуострове. Были установлены региональные каналы коммуникации и были снижены взаимное недоверие. Конечно же,
Создание мира и безъядерного Корейского полуострова является непростой задачей. Кроме того, правда, что в феврале Северная Корея запустила ракету небольшого радиуса действия без согласования своих действий с Южной Кореей. И сейчас мы входим в очень длительный процесс. И самое важное — продолжать диалог с тем, чтобы мирный процесс на Корейском полуострове шел непрерывно. Различные мнения должны быть выявлены и сокращены благодаря диалогу и достижению прогресса. Вашингтон и Пхеньян открыли дверь к диалогу, и мы надеемся, что наши переговоры возобновятся. Для того, чтобы эти переговоры возобновились, мое правительство продолжает вести диалог с правительством Северной Кореи, не ограничиваясь никакими формальностями. Благодаря этому процессу мы продолжим нашу работу, и мы надеемся, что наша конфронтация и конфликт на Корейском полуострове будут преодолены. Мы также сделаем все возможное для достижения мира, благосостояния, процветания не только на Корейском полуострове, но за его пределами. Я надеюсь, что международное сообщество, включая членов СФМДА, продолжит работу с нами в нашем путешествии к достижению мира. Уважаемый председатель, уважаемые делегаты, 27 стран-членов СФМДА должны сделать большие шаги для достижения мира и доверия. И в этом отношении содержание Душанбинской декларации не может соответствовать всем устремлениям всех стран-членов. Но я уверен, что все страны-члены СФМДА, включая Республику Корея, будут достаточно гибкими в подписании декларации для того, чтобы достичь духа мира и процветания. Корейское правительство будет продолжать работать и вносить активный вклад в достижение цели СФМДА и особенно достижение видения нашей организации. Благодарю за внимание. Благодарю вас, господин посол, за ваше выступление. Дорогие главы делегации, как вы знаете, президентом Казахстана, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым, было предложено создание Совета мудрецов. В этой связи секретариату СФМДА поручается для дальнейшей разработки концепции этого совета организовать соответствующие встречи. Уважаемые участники заседания, благодарю всех за весьма содержательные выступления. Убежден, что выраженные вами идеи послужат основой для активизации дальнейших совместных действий по укреплению стабильности и безопасности, а также создание надежных предпосылок для устойчивого развития нашего региона. Уважаемые участники заседания, теперь предлагаю перейти ко второму пункту повестки дня сегодняшнего заседания – принятию декларации 5-го саммита СФМДА. Предлагаю одобрить декларацию 5-го саммита. Есть ли какие-нибудь замечания и предложения по проекту декларации? Нет. Если нет предложения, то декларация 5-го саммита объявляется принятой. Спасибо всем. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, сегодняшний саммит вновь подтвердил нашу заинтересованность в развитии и углублении плодотворного взаимодействия и укрепления доверия в регионе СФМДА. Убежден, что наша встреча будет способствовать продвижению совместных инициатив в рамках процесса СФМДА во имя мира, гармонии и поступательного развития наших стран. Большое спасибо за плодотворную работу. Заседание 5-го саммита СФМДА объявляю закрытым. И приглашаю всех вас в другой зал.
бинандагони гиромӣ, дар заминаи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ҷаласаи панҷуми он дар кохи Наврӯзи шаҳри Душанбе имрӯз бо иштироки сарони давлатҳо ва сарвазирони кишварҳои аъзо ва нозир, инчунин намояндагони созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ доир гардид. Уважаемые телезрители, все мы с вами вместе наблюдали в режиме прямого эфира за работой 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходил в столице Таджикистана, в городе Душанбе. Саммит состоялся, как мы слышали, единогласно была принята Душанбинская декларация 5-го саммита. Как отметил лидер нации, Азия как крупный регион сегодня, как и другие регионы мира, не застрахован от новых вызовов и угроз. И в этом плане 5-й саммит, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, важная и открытая платформа для обмена мнениями в укреплении и расширении путей сотрудничества в плане региональной безопасности, стабильности, ну и, конечно, всеобщего взаимопонимания. ҳамоиши панҷуми сарони давлатҳои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ намуданд. Сарвари давлат аз ҷумла изҳор доштанд, ки халқҳои Осиё, ки бо таърихи ғанитарини умумӣ ва гуногуни фарҳангҳои баҳуд хос байни худ алоқаи канданашаванда доранд, пурра дарк менамоянд, ки роҳи сӯи сулҳу шукуфоӣ аз фароҳам овардани муҳити бехатару суботе мегузорад, ки онро дар масоҳати васеъ байни се уқёнус фақат бо саъю кӯшишҳои якҷоя метавон таъмин кард. Сипас раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин суханронӣ намуда аз фаъолияти 4-солаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, ки раиси онро ҷониби Чин ба уҳда дошт, натиҷагирӣ намуд. Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои мубодилаи васеъ ва ошкорои афкор дар самти таҳкими ҳамкории самаранок ва амалии таъмини сулҳу субот, ҳамфикрӣ, хоса расидан ба созиши умумии осиёӣ, мубориза бо таҳдиду хатарҳои муосир фазои мусоидиро фароҳам сохтааст. Вот буквально в нескольких словах, Фахриддин, до того, как озвучить то, что вы сейчас сказали, то, что сказал мой коллега, позитивно, без острых углов прошел саммит, Душанбинский саммит, который собрал за круглым столом глав государств и правительств 27 стран, 8 стран и 5 организаций, которые выступали в роли наблюдателей. Вот буквально минуту назад наши режиссеры показывали зал. Вот мы вернулись опять в зал, величественный зал Кохи-Навруз. Обратите внимание, как изящно украшено пространство, заполняющее место внутри круглого стола, сплошь яркая палитра цветов, живых, из которых сконструирована эмблема саммита из 3 переплетающихся колец. Мы благодарим вас за внимание. У микрофона с вами работали Фахриддин Мухаммад Юсуф и Насиба Гулямова. Спасибо, что были с нами. бо ҳамин кори ҷаласаи панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё хотима меёбад. Бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.